Два. Бисмилля. Саусадухой. Хокобол хбир буя бат. Так, Ибраим Мухас, Хажан, YouTube, Чуахтига, Инстаграм. Посмотри звук, я просто подключил петличку, надеюсь, что будет все хорошо слышно. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Масер Бюстикал. Доброй ночи, уважаемые друзья, подписчики, Ибраим Мухас, Хажан, YouTube, доброжелатели и Чуахтига, большие доброжелатели Инстаграм. нашей. Посмотри звук, я просто Итак, я подключил вас приветствую у себя в петличку, эфире. надеюсь, что будет все хорошо слышно. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Масер Бюстикал. Фэншую Доброй ночи, немножко. уважаемые друзья, подписчики, доброжелатели и не очень большие доброжелатели нашей. Итак, я вас приветствую у себя в эфире. Так, сейчас, подождите. У нас по фэншую немножко. Не люблю, когда мне что-либо мешает. Итак, у нас прямой эфир сегодня. У тебя ничего не получится, иншаллах, чеченцы, ингуши, братья навеки. Сибирь, кто ты там, Сибильбях? Ты тупой, что ли, я не понял. Что у тебя за... я не знаю. Сайхан, хай, микрофон, дай, лехтион. Итак, я не знаю, о чем ты говоришь, но могу сказать тебе на родном языке, чеченском, нахчийском языке, скажу, дал маршал дал даун. Он дал иман чувал вайлха. Он дал дат. Шайбио багваш, аж дасоуци чане. Никаких проблем не будет, у тебя ничего не получится. Что получится? Что у меня не получится? Опровергнуть вашу ложь? Этого у меня не получится? Или что, я не могу понять. Аж пичуца бичаны, у меня ничего получаться и не должно, в принципе. У меня исторический паблик, мы занимаемся историей. А пока есть такие лжецы и подлые люди, как вы, которые рисуют фейковые карты, которые публикуют книги, в которых, оказывается, мы вас должны умолять и целовать во ноги за то, что нас якобы Сталин не утопил в Каспийском море и так далее, и многое другое. За то, что нас, кто, оказывается, вынесли в чужих животах, это все ваше. Ты должен был это своим сказать, а не приходить ко мне в эфир, начиная, причем я даже не сказал сегодняшнюю тематику, я не сказал еще ничего, ты заходишь и начинаешь ныть, у тебя ничего не получится, чеченцы, ингуши, братья. Wallah, братья, вот только жаль, что, зная, что мы братья, в 2009 году табанули кусок Галанчорского района, пока у нас, так сказать, шла контртеррористическая операция или Вторая русско-чеченская война. Вот, поэтому, Ажа, ты меня не учи, ты забыл 99-й год, понимаешь? Я 99-й не забыл. И 94-й не забыл, и 92-й не забыл. Я ничего не забываю. Понимаешь? У меня с памятью все хорошо. И я никуда не бегал, ни к вам, никому, понимаешь? А те, которые поехали даже к вам, якобы, они поехали не к вам, они поехали к себе. Как сказал ныне покойный экс-председатель парламента Духвах Абаштаевич Абдурахманов. И он был абсолютно прав. Палаточный лагерь стоял на земле спорный, и все это прекрасно знают. Поэтому не надо меня учить истории и меня учить географии. У тебя ничего не получится. Но я имею в виду конкретно определенные люди. Те люди, которые занимаются фитной. Тот, кто занимается братством, устраивает, так сказать, братские взаимоотношения и противник всей лжи, а он является нашим настоящим братом. Итак, друзья, сегодня у нас разговор будет идти, ответы на ваши вопросы по истории, географии, не будем отвлекаться, зашел некий Ано, который хотел развязать иншаллах, чеченцы. Вот скажи, братья, и все, тебе больше ничего никто не говорит.
Ты даже не знаешь, что за тематика, о чем речь идет. Но ты зашел со своей гниной миной и начал говорить, не знаешь, что вести пургу. Ты откуда знаешь, о чем сегодня вообще даже речь будет? Ну да ладно. Итак, друзья, сегодня у нас суббота. Я должен был, конечно, дальше поработать по книге, которая нам досталась, которая, точнее, добралась до нас, которая называется «Как объединяли Ингушетию и Чечню». Но по этой книге и по ответам на вопросы на эти книги мы продолжим обязательно, наверное, ближе к завтрашнему дню, потому что я еще не успел полностью поднимись и как мужчина поговори, какой смысл торчать в комментариях. Я не понял. Ладно. Иншаллах, чеченцы мои братья. Но если твои братья, тем более ты не должен был такую ерунду нести здесь и говорить. Сначала ты говоришь, что мы якобы... Ладно, оставим на тебя отвлекаться внимание. Мы будем отвечать в основном на вопросы, которые в прошлом эфире были недовольны, что якобы во время эфира мы больше делали акцент на непосредственно на зачитывали определенные документы. Осенью 1992 года потомки служивого казачьего... Так, вопрос. Так. Служивого казачьего сословия назначив назрановцев в XIX веке в сговоре с Москвой организовали кровавую авантюру в пригородном районе. Целым авангардом были спущены, авангардом была симуляция Малой Чечни. Ну, я говорил всегда. Ладно. Вот. Итак, мы в прошлом эфире, вы знаете, говорили о том, как некоторые, кто основал в понедельник, мы сделали эфир, были большие отзывы, писали очень многие комментарии. Я не знал, что такое огромное количество именно наших натеречных чеченцев смотрят мои прямые эфиры, но, альхамдулиллах, я был безмерно рад, и мне очень сильно понравилось то, что дала Сидолдс Хасавош Нисьях Ахбах Само Чечен Зурдуки. Мы то, что рассказали по натеречным селениям, кто их непосредственно основал, мы рассказали о зандаковцах, о лероевцах, чертоевцах, всех тех людей, энгиноевцев, которые проживали вплоть до самого ныне сегодняшнее предмостное, точнее, Моздокского района. До этого места все, кто изначально основывал эти селения, как эти земли были отданы Беку Черкасскому, несмотря на то, что они принадлежали тоже точно так же служилым, и эта территория относилась к мирным чеченцам. А после того, как отдали к Беку Черкасскому определенные взаимоотношения с Моздокской крепостью, об этом мы четко рассказали в прошлом эфире. Тот, кто не посмотрел, обязательно можете посмотреть. Основателями этих сел Айлюрт, Ломазюрт, Беноюрт, Чулгюрт, Кенюрт, Чантиюрт, вот вплоть до него там Калаус и так далее и тому подобное, все остальные селения, кто основатель, какого тейпа и кто вообще является основателем, мы записали. И точно так же, как во времена Большой Кавказской войны, как мирные чеченцы подорвались в один фактически день после призыва и ушли, покинув почти что фактически 90% по тем документам, которые есть, 98% всего населения, которые проживали на этих землях, причем очень давно, еще со времен до прихода Ермолова и до Первой Кавказской линии, они ушли в горы, в Большую Чечню, в Большую и в Малую Чечню.
большей части ушли в Малую Чечню, там занимались уже самообороной, где точно так же противостояли распространению новых царских крепостей и так далее и тому подобное. Обо всем этом мы рассказали в прошлом эфире, и, честно сказать, кроме слов благодарности, ничего плохого я не услышал. Не слышал никакого опровержения, потому что все эти документы были изъяты неправильно, экспроприированы непосредственно в различных архивных управлениях Республики Северная Осетия, Республики Дагестан и Чеченской Республики. То есть все эти документы были непосредственно изъяты, экспроприированы, не изъяты неправильно, копированы и опубликованы уже в научном журнале, который я вам показал за 2025 год. Вот. Также историк, скажи, в 1880 году ингуш и чеченцы были одно целое, или чеченцы и ингуши называли одним именем чеченцы. Я тебе скажу так, почему ты взял 1800, я не знаю, но есть огромное количество, я могу просто десятками, если не 20, 30, сотни сказать документов, где ингуши назывались чеченцами. И являются только всего лишь частью чеченского народа. Это везде, этого добра достаточно. Огромное количество. В том числе и мизджегами, в том числе и кистинцами, в том числе вот все эти названия к ним относились. И ингуши это являлись частью чеченского народа. И даже под названием Нахчи тоже даже входили. На карте вы можете увидеть это все прекрасно. Кстати, доказательства не только на книгах, и на картах входили. Но это что было раньше. Сейчас я абсолютно не претендую. Наверное, с 1770 года уже чеченцы должны забыть об этой вакханалии и говорить, называть, что мы один народ. Если они решили, что должны быть 70 года, действительно, несмотря на то, что братья, несмотря на то, что мы одно единое целое, когда-то были там в 17 веке, в 16 веке, это все закончилось после 1770 года, когда они пошли подписать договор самостоятельно, мы отдельно и так далее и тому подобное. Почему я говорю? Когда-то они, просто почему, речь о чем идет? Дело в том, что нисколько не умиляет, что имеется в виду отдельно, или нет упреков в этом. Вообще нет упреков, но хочу, чтобы было понятно. Дело в том, что если бы я упрекал, это было бы немного иначе. И одно не понять этих наших соседей, плюс 400 тысяч, но в комментариях везде их больше, чем чеченцев, все у них работают, кроме те еще фокусники. Они, огромная публика, честно, они очень активные, они очень консолидированы, особенно против чеченцев. Особенно против чеченцев. Они абсолютно никакой ресурс, ни финансы, ничего не жалеют, но вот работают днем и ночью. Кто-нибудь скажите в Инстаграм, меня видно или нет? Зависает, да? Ясно. Это очень нехорошо. У меня показывают полное, честно сказать, у меня показывают очень даже неплохо. Но почему тогда так? Давайте сейчас постараемся еще подключить. Так, сейчас, подождите. Так, включил. Ибраим, смотри, сейчас посмотри, как работает. Да? Вроде бы у меня показывает все нормально. Вообще сердце сети. Адалдали? Лучше чуть-чуть или опять точно так же зависает? Да?
Ладно, здесь это, как говорится, не столько от меня зависит, уважаемые друзья, сколько, видите, я пытаюсь и так, попытался наладить. Да? Ладно, здесь это, как говорится, не столько от меня зависит, уважаемые друзья, сколько, видите, я пытаюсь и так попытался наладить данное, как говорится, наше видео, но не всегда получается. Надеюсь, что дальше будет нормально показывать и дальше будем работать нормально. Я не знаю, что нужно еще сделать дополнительно, чтобы скорость усилить. Итак, где я остановился, я, честно сказать, сейчас на чем я остановился. Итак. На чем я остановился? И что он? Бадыгдыч, листомол, гидон. Вот. То, что некоторые люди активно работают в интернете и не жалеют на это никаких ни финансовых, ни нервов, ничего. Это чего не отнять у них, того не отнять. И это большая проблема. А здесь есть определенные люди, особенно старшее поколение, которые понимают, что из чего все это вытекает. Изначально это бывает всего лишь, знаете, пару рисунков, там, как говорится, небольшие шутки, да не стоит воспринимать всерьез, потом с этого и начинается. Никто до 2009 года всерьез не воспринимал, потом мы уже, когда начали узнавать насчет территориальных, когда нам Москва сказала, что все субъекты федерации должны привести в порядок свои границы, только тогда и мы узнали, мы бы, может быть, до сих пор не узнали, что такое возможно в 2009 году, 2021 веке, что может брат у брата там стихаря взять, а вы его не приписали к себе, сказать и приписать это к себе. Опять же, если бы не федеральный центр, который бы сказал, то решить вопросы по границам, мы бы этого до сих пор и не узнали. Вот мы не верим, до конца мы не верим, что такое можно сделать, что братья такое могут сделать. Ибраим, если тебе не трудно, отправь запрос на Инстаграм, чтобы видно было, чтобы мы могли посмотреть и показать людям, что мы никого не отключаем и никого, как говорится, а то здесь разговоры, что я как бы запросы направляют, что я не принимаю запросы. Так, сейчас постараемся принять запросы присоединения хаялами. Да, с таким интернетом, конечно, и мертвому позавидуешь. Походу, с проблемой... Ибраим, гуш мне вы вообще. Да, интернет, конечно, желает. Так, а может мне тогда вообще отключить интернет и перейти на сотовую связь свою родную? Может, воля говорит реалитетство. И давай сейчас я постараюсь сейчас сделать так. Я постараюсь выключить VPN через свой LTE постараюсь. Ажал, Ибраим, я через LTE запустил, меня слышно как... Рушуй, Ажал. Так, по крайней мере, что с этим? Хэшуй, Азан, Ибраим. Ажал, хэшуй глаз, ваш человек нормально, видно, слышно? Или все-таки с задержкой? Нормально? Ну, сейчас посмотрим, пока
Хотя очень странно, конечно, я честно сказать, вообще без понятия, что нужно сделать, когда восстановим бывшие. Так, итак. Нормально? Ну, сейчас посмотрим, пока. Хотя очень странно, конечно, я честно сказать, вообще без понятия, что нужно сделать, когда восстановим бывшие. Так, итак, друзья, да, и никто, конечно же, если нормально слышно, я надеюсь, Ибрахим Шейх сразу, Аллах, сетина, цахаза, я дальше веду дискуссию, и не знаю, слышно меня или нет. И никто в это не мог поверить, и никто за это понятия не имел, что можно такие вещи сделать. Но факт оказался фактом, однако мы увидели, что в дальнейшем, что все-таки под шум и небольшую суету некоторые люди могут, несмотря на братство, прихватизировать, как видно, как показал опыт это. Обвиняем ли мы всех в этом? Конечно, нет, не обвиняем. Вопрос был в другом. Некоторые люди начинают, не все виноваты, не все знали. Да, не все виноваты, не все знали, и многие вообще не знали об этом. Проблема в том, что не знали, не в этом проблема. Проблема в том, что когда уже начали возвращать, эти все, которые не знали, что их взяли в 2009 году, однако в основном начали больше всего возникать и говорить, что это проблема, нам нужна земля, и обвиняли во всем этом нас. Вот в чем проблема. Из ситуации. Ибрахим, напиши какой-нибудь комментарий в Инстаграме, а то у меня стоит на одном месте Инстаграм. Чтобы этого не было, я хотел посмотреть. Есть трансляция, да. Что с этим Инстаграмом не так, я не знаю. Вроде бы все нормально. Телеграм. Тогда, если, пользуясь случаем, пока вы там интернетом разбираетесь, можно я задам одно питание? Один вопрос. Задавай. Баркалдерец, Ага. Уерса, в 2009 году дари, не, это в 2009 году было, когда земельный вопрос начался, или чуть позже? В 2012 году. В 2012 году? Да, позже. 2009 год, это когда они тихо, молча его прихватизировали. Да, это я услышал, в этом я уже понял. Вот это когда митинги устраивали. Там, это 18-й год. Вот, я к этому хочу пройти. Оно мне ближе, 2018 год. Там очень много людей вышло, митинги, там очень были много провокаторов, которые прям в микрофон кричали на Майдане, на площади. Была туда-сюда, несли пургу. Я хочу сказать, что сегодня тоже есть такие люди, но вот этим людям все-таки некоторых наказали. Насколько мне память не изменяет, я за этим на тот момент следил, но сейчас мне не до этого, я в Украине живу. И касаемо вот той ситуации 2018 года, там практически создавался на ровном месте, как это сказать по-русски? Короче, неприятный конфликт хотели создать, но у некоторых людей определенных, особенно вот из правительства города Грозного, Чеченской Республики, и Магасли, правительство Ингушетии, у них хотя бы ума хватило, чтобы вот этого, скажем так, местечкового конфликта не случилось между, грубо говоря, один народ, но между нами, чтобы это... Не допустить конфликт. Да, так, правильно. Там есть люди, которых вот
зачинщики, их, естественно, определенные, кто должен, службы выявили и так далее, наказали. Там были взрослые люди, я сам тоже не молодой человек, но там были люди старше меня гораздо, на 10-15. Говорящих, они поняли тематику того, что я говорю. Для соплеменников скажу, волши доуда лети си андайти им шорт питан тошнах бот садер кихитан бу эрдухос аскому собой шаг нохчему больше был нохчиш война и цехли той отсал хайкалом че нашон es English ja es gala وين كوجل ويبويسان هين شيء لا صون تطول شقيس شيء نقطة قديس وخارسو لا خارسو ال شون ديريز خيل سلام مارشال دوشك لازم شقول بلاش ويز وقم ديل دال برصع بوال ويقوم. Ну, то, что власти попытались это дело максимально на уровне закона довести до конца, это понятное дело. Тут никто это не оспаривает. Но, как говорится, здесь многие люди خاصون ستي دعني سيان شلي الله هرحق لين والش ورسو أخو هويوتي يشينز يا пока телеграм человек даю сейчас настроить я хашсор نيسي сообщение حياة نيري сообщение حمايتنا سهوق دري حياة الأله закрыть позже сделать дикту. Так, сейчас постараемся сделать. Работать должно все. Так. Хочу слабой скоростью. Просто-напросто. До того слабой скорости. А Бог-то Бог. Я не знаю даже, что сделать с ним. Ладно, постараемся его открыть тогда без свой VPN. А? YouTube чуа. Instagram чуни швачему больше бас харе. YouTube халатом проблем я цервошин. YouTube. YouTube нормально хривал, Instagram يقر. شو دو على أخو هولي لهم تاسون يتصل проблем كل شيء أتسرر. Что это с ним сегодня? Так, скорости, хашворса, цешин. Сейчас мы быстро ролик я от нервов. Мастер хакуя черсюги. LTE инсволион, включен через LTE. Не загружается. Ладно, пытаемся через VPN, Wi-Fi. Самое интересное, что с антенна скорость чаек нормально хагочу. Загрузка на дома хватит 2 минуты загрузки, он просто-напросто елаешь, просто елаешь. Представь, где? Короче, свободен. Сейчас посмотрим. Причем для тех, кто за границей,
было бы вылетишь за границей, а уж саму, не. Так, смотрим. Ага. Все. Загрузился. Видать, через него будем сейчас работать. Итак. Первая часть у нас, конечно же, Ибраим, опять же, на тебя мы перекинем его. Тот, кто захочет посмотреть первую часть, он будет через тебя смотреть. Так. Итак. Смотрим. Ага, прямой эфир. Включить. 13 стег, чертова дюжина хагулел. Так, Ибраим, посмотришь и показывать, будет или не будет показывать. Вроде бы ролик загрузился. Итак, добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня у нас суббота, и в субботу у нас прямой эфир. Друзья, сегодня у нас суббота, и в субботу у нас прямой эфир в Инстаграме, в Телеграме, в Ютубе, везде. Первую часть мы, к сожалению, не смогли сохранить. Опять же, небольшие технические проблемы. Надеюсь, что сейчас Инстаграм заработает нормально и не будет проблем. По крайней мере, сообщите, дайте знать, хорошо слышно меня, видно, слышно, как вы видите, картинка виснет, не виснет, что у вас происходит. Альхамдулилля, пока, чтобы не сглазить, Телеграм у меня нормально. Все в эфире, все вроде бы слышат, и он, не останавливаясь, нормально работает. Дайте мне знать, как вы слышите, видите в Инстаграм. Да, говорит Ибраим, слышно меня хорошо, микрофон, 1, 2, 3, 4, 5. Так, норм пока, хорошо. Итак, друзья, вот огромное количество людей присылает мне данный ролик и просят, чтобы я его показал. Давайте посмотрим, о чем здесь. Я имею связь с многими ингушскими интеллектуалами, имею связь. Они говорят, Муса Хабухли, но мы боимся, каждый из них говорит, я не буду назвать их, вот некоторые известные ингушети там, был одним из первых из правительства, вот он так говорит, Муса Хабухли. Ну, социальной базы у нас нет, в основном одурачен вот этой пропагандой. Вот, уже, боятся, откровенно, общественно малый. Вот, это когда-нибудь мы придем, да, мол, акидиться, но пока выдумали флаг свой, выдумали отдельный там герб, выдумали, что за... Завтра лицом становится выдумают флаги свои. Послезавтра бедуются. Потом я захочу Угорство, отдельное государство объявлю. Чисто, да? Угорство, кстати говоря, больше оснований объявить, там нас 200 дворов всего, чем у ингушей. Мы против советской власти воевали, там восстание знаменитое, там Борзоевское восстание было в 43-м году, 3 суток воевали с Красной армией, да? Так что я могу завтра объявить Борзоевский, и там чеченцы, не чеченцы, мы отдельный народ, Борзоевскую империю завтра. И у меня будет больше оснований, чем у этих Богатыревых там и так далее, и так далее. Это идиотизм просто. Но этот идиотизм будет изжить не скоро, да. Да, и в этой связи у меня очень интересный вопрос, на который у меня, например, нет ответа. Почему ингуши, в массе своей ингуши тоже, как и чеченцы, политизируют народ? Разбираются, что к чему, знают, что 2 × 2 = 4 там, и так далее. Вот почему они не прислушиваются к лучшим представителям ингушского народа? Например, Джабагиев, министр иностранных дел Горской республики. С 18 по 21 год Горская республика была. Он был министр Визенгери Джабагиев. Это не один из самых умных, дальновидных, а самый умный, дальновидный политик на Кавказе был. Он всемирно известный историк, философ Гашлаков Мальшагов. Первый просветитель Кавказа Чах Ахриев. Его внучатый племянник Нурди Ахриев, которого я лично знал. Вот, когда я учился в МГУ, он преподавал в МГУ арабский язык, мощный ученый был, Цвелый Далгешляйцев. Вот они призвали своих ингушей быть, мы все чеченцы. Вы можете в Чаду, Гала, Тайпду, Аудму, Шмади, Салалы. Русский генерал Евдокимов нас назначил отдельным народом, это надо забыть. Мы один народ из Боже. Они говорили, почему ингуши к ним не прислушиваются, а к этим Абагиев, Харяли, Бузатанов,
Руслан, дурачок, ты к отбросам ингушским, а к лучшим представителям ингушского народа не прислушиваться. Для меня это вопрос, на который у меня нет ответа. Я имею связь с многими ингушскими интеллектуалами, имею связь. Они... Итак, данное видео вы все слышали. Я надеюсь, слышали это и в Телеграме, видели это и в Инстаграме. Друзья, выступление Мусы мы слышали много разных версий. Муса всегда говорил и указывал на то, что Орсвай никогда не были отдельным народом и являются частью единого Нохчи народа. Не только там касается непосредственно там ингушей там, или остальных кого-либо. Что касается этого вопроса, почему не прислушиваются к лучшим умам своего субэтноса, своего шахара, своих фамилий, так подождите, друзья. Там было достаточно других ребят, которые приходили ко мне в эфир в еще 18-19 году. Они говорили, что вот эти люди политизированы, что вот эти люди ангажированы, Делер Саламар Шалхил, что эти люди не представляют и не говорят за всех ингушей, что мы едины, что мы братья. Валлахи, биллахи, таллахи, в этот священный месяц Рамадан, Аздуйма Бушум, были люди, которые говорили, мы знаем, что мы один народ, что у нас одна кровь и что мы одна нация. Дейлдах были. И они связывались и говорили об этом. Но, к сожалению, эти люди оказываются в меньшинстве и оказываются чуть ли не как прокаженные, к сожалению. Хотя они ничего плохого не говорят и никого не оскорбляют. С другой стороны, мы видели Хамхоева Хамза Хамхоев, который сказал, что он считает нас одним народом, который в дальнейшем, вы знаете, он и переезжал в Чечню из-за того, что на него объявили, чуть ли не начали обвинять его во всех смертных грехах, хотя он был 100% чистый алга, и ничего, никаких примесей, никакого там другого и крови в роду не было. И он сказал правду, он сказал, что мы являемся одним народом. Таких выступлений очень много, уважаемые друзья, очень много. И у нас точно так же говорят, я не против этих людей, которым они говорят, что мы один народ и так далее и тому подобное. Валлахи, я никогда не был против. Хотя меня получается какая-то непонятная ситуация, двойственная ситуация, как двуликий бог Янус, да, римский, два лица и один человек. Точно так же получается. С одной стороны, ты за то, что мы один народ, а с другой стороны говоришь, раз вы так хотите, давайте вы отдельно, мы отдельно. Такова ситуация, к сожалению, и здесь нету лицемерия и подлости. Хороших людей никогда никто не отталкивает. Занимайся ты историей, политикой, географией, без разницы. Это нисколько меня поражают люди, которые не имеют никакого, так сказать, понятия о том, что творится, что делается, и они начинают переходить на личности, оскорблять мать, отца, на внешность переходить. Почему там рыжий, почему там лысый, почему-то в понимании ингушей, я так понимаю, тех, которые оппонентов, нордийцев, так сказать, не ингушей, они думают, что если ты чистый нохчу или чистый алга, значит ты должен быть черный, слегка похожий на обезьяну, с вытянутой нижней челюстью, прикусом неправильным и так далее и тому подобное. И у всех должно быть только одно ДНК, J2. Все. Вот ты, если в эту конструкцию ты вкладываешься, то ты являешься все чистым. И то до тех пор, пока ты не скажешь, допустим, что мы один народ, что мы братья и должны быть вместе. Этого тоже они не хотят. Этого они тоже не хотят. И вопрос вовсе не в том, что какие вопросы задаются, какие проблемы решаются, рассказываются или нет. Я же еще раз говорю, люди, которые просто-напросто поболтать, разойтись, посплетничать, писать книги на будущее никто не будет.
Ладно, Бузуртанов, он еще пока, по крайней мере, насколько я знаю, политической никакой книги не написал. Тут есть одна его сказка «Нарт-Остхоевцы». Хотя какое отношение Бузуртанов имеет к нарт-остхоевцам, я честно не знаю. Но опять же, в этой же книге, чуть ли не с первых же страниц, тот же Бузуртанов утверждает и говорит, что дзурдзуками, кистами являются чеченцы и ингуши. То, что мы говорили все эти 8 лет, они не признавали, говорили, нет, вы не такие, вот только мы. Но в книге, однако, ему произносят. Почему? Потому что ты должен ссылаться на какие-то документы. А если ты ссылаешься на документы, ты не можешь рассказывать, как там этот горе-магистр с Ингушского государственного университета, который написал, что это не Нахчи-Та указали грузинское там в XIV веке название, а Нухба, который находится там чуть ли не под Баку. Эти сказки у тебя не прокатят. И кто бы у него не был научным руководителем, не суть. Говорит это Танзиля, говорит это Магомед, этот Албагачиев. И кто бы это ни говорил. Почему? Потому что на протяжении 200 лет, с 19, 20, 21 век, все основываясь на этих документах, все грузинские источники, армянские источники, они пишут и говорят, что вот Нахчи, Нахчиматяне, Нахчита, это все относится к чеченцам. И здесь нету ничего в этом плохого. Нравится вам, не нравится, терпимая красавица. То вы молитесь, божитесь. Да, я утверждал и говорил, что в российском истеблишменте, в российской, так сказать, академических кругах источники грузинские, армянские, в том числе греческие, считаются одними из самых слабых. Ну, что там много мифов, недостоверностей и так далее. Я это говорил. Но исходя из того, что вот кто-то там написал пост и сказал, что вот Башлам то говорил, что грузины там пишут неправду, а почему ты сам ссылаешься? Я не говорил, что грузины не пишут неправду. Я сказал, что российские ученые, русские ученые советского периода, постсоветского периода, к сожалению, относились так. Я не знаю, как изменилась ли ситуация сейчас. Вполне возможно, грузинские ученые точно так же относятся и к российским ученым сегодня, являясь независимым государством. Я в эти отношения влазить не буду. Или в армянские российские отношения. Понимаете? Вот в чем проблема. А то, что написали нам, к сожалению, чеченцам, нам сегодня изначально, все мы знаем, без всякого преувеличения, мы все знаем и говорим, что да, вся литература, что делаешь? Что прямой эфир ищется, что сегодня мы, что поделаешь? Сегодня мы доводим до всех и рассказываем, и знаем, что во время депортации были уничтожены огромное количество рукописей так называемых чеченских тефтеров, что те единицы, которые смогли вывести, из них мы собираем. Что сегодня нам приходится, и мы взаимодействуем. Хорошо, что отношения у черкесов, у братьев Адыге хорошие. Вот сейчас у нас взаимодействие налаживается с братьями-лезгинами. Азербайджанцы нет-нет начали показывать хоть какие-то документы и подтверждать о близкородственных отношениях Хурита-Уральского государства с чеченцами. Турки начали доказывать это. Армяне сами тоже не сильно отрицают, но просто их версии, они немножко говорят, что чеченцы и армяне якобы имеют родственные отношения, там, имеют одни корни и так далее и тому подобное. Но опять же, над этим нужно работать, доказывать или опровергать. Понимаете? Поэтому нам трудно сегодня, надо собирать. И с учетом того, пока остальные били баклуши, пировали, зависали 90-е годы, нулевые года, когда в Чечне, начиная с 90, ну плюс-минус 3-4 года идет война с небольшими перерывами, и закончила она в 2009 году. Опять же, я не говорю, что перестали там теракты и все остальное, они продолжались и до 17 года, и до 18 года. Да, и контртеррористические операции были, и все остальное. Несмотря на все это, чеченцы только думали о выживании своих детей, как прокормить, как восстановить. Грозный уничтожен на 95%.
Остальные села, кто 50, кто 100%, такие как Саадекотер и так далее и тому подобное. Сколько этого всего было. Нам нужно было это все восстановить. И вы думаете, во время, пока все это проходило, пока чеченцы из этой крови пытались все восстановить, наладить, очиститься от этого ярма, который навесили с 90-х годов, который называли все террористами, предателями, нам было время, когда мы могли заниматься своей историей? Нет, не было. К сожалению, не было. Да, единицы были, которые пытались, но опять же, каковы были их усилия? И кто бы им позволил, когда такой государственный аппарат работал тебе и доказывал всяческим образом. Я прекрасно помню, со мной был Исаев Султан, Гелани, Месербиев Садо, еще пару ребят, когда мы поехали в Саранск на Олимпиаду по истории. Я прекрасно помню, когда приехали, как все делегации отказались от Чеченской Республики. Дело в том, что это было время как раз буквально до нашего выезда, чуть ли не месяц до этого или неделю до этого в Грозном боевики напали и убили мордовских ОМОНовцев. То есть мы едем туда, где были прикомандированы ОМОНовцы, и здесь их боевики уничтожили. И мы едем туда. Это 2003 или 2004 год, чтобы не соврать. То есть вы понимаете, да, какое время мы едем. Мы все студенты исторического факультета, где идет война, где там в любой, мы должны были поехать в Москву, с Москвы уже до Горький или Саранск, к Мордве должны были поехать. Но приезжаем туда, делегации, студенты, все ботаники, с Осетии, там, с Дагестана, везде. Мы там, насколько, раз, два, три, 4 нас человека или было, то ли 5 человек, и то еле-еле они нам нагадили за всю историю. Мы еле-еле прорвались, еле-еле поехали, вот эти теракты, вот эти убийства, все это, и с учетом этого нам нужно было поехать достойно, чтобы показать. Вот у меня моя студенческая жизнь закончилась фактически именно таким образом, что мы должны были всегда доказывать, что мы лучше того, что показывают по телевидению. Валлахи, биллахи, таллахи. Начиная с Селигера с 2005 года, когда мы выезжали в Селигер, там были и другие, и ингуши были, и дагестанцы. Никогда они с нами не взаимодействовали, и мы плевать не хотели то, что они были или нет. То, что они там с русскими были ближе, чем к нам. К нам они не относились, грубо говоря, там, мы братья, мы соседи, такого не было. Если кто-то даже там пытался с нами наладить, там, сказать, что мы братья, соседи и так далее, таких людей было очень редко. Почему происходило это только когда мы занимали первые места, а мы брали везде первые места? Валлахи, биллахи, таллахи, с 2005-го, там буквально 3-4 года, в то время было есть Василий Якименко, Сурков, Жириновский, Путин, Медведев, все они приезжали в этом общеобразовательном лагере. Мы на самом высшем уровне, нас там было 10 человек, и мы занимали всегда хорошие места, лучшие вопросы, самым главным политикам, тем в то время президенту навстречу и так далее и тому подобное. Везде показывали самые лучшие результаты. Как в спорте, как там имитация различных политических ситуаций, майданная обстановка. Как все мы проходили, мы видели это и везде занимали достойное лучшее место. В строительстве палаточных, то есть палатки, как там столы и так далее и тому подобное, выезды в критических там лесных условиях, во время дождя, 5-километровые каждое утром марш-броски, все это мы проходили. И чеченцы показывали, что они лучше, и показывали достойно себя. Вот наша цель была. Итак, мы едем в Мордовию. Приезжаем туда, я хотел с этого начал вам рассказывать. Приезжаем в Мордовию, и нас 2 гида, 2 или 3 гида. И приходим, само собой, мы наиболее активные, мы веселые, мы не зажатые, мы не убогие. Как сами уже в дальнейшем, когда мы начали общаться с нашими гидами, с этими девчонками, тоже студентки, они аспиранты были, кажется, если я не ошибаюсь. Они говорят, что на самом деле другие регионы, все девушки, всем раздали, говорят, лучшие места, лучших регионы.
Они то ли опоздали, то ли как-то замешкались, им досталась Чечня, никто не брал. Все отказывались. С учетом того, что недавно мордовских ОМОНовцев поубивали, там нападение сделали, были убиты, ранены много. И получается так, что приехавшие все показали себя с негативной стороны. А приехавшие новчи показали себя с лучшей стороны. Веселые, очень дружелюбные, везде, там, где могли, выступали, занимали командное, мы заняли то ли второе, то ли третье место командным по баллам. Там победить, конечно, было очень трудно. Вы должны понимать, что там настолько страшные ботаники были. Это ужас, там такие гики были. Там ты сидишь вот на столе, когда ты проходил эти тесты, они брали ручку, вот так тетрадь заворачивали, чтобы никто не посмотрел. Это страшное, ужасное дело. А мы новчи, которые как 2003 год, мы там, у нас учебников не было, в окна были забиты этими полиэтиленами, этими клеенками, не было нормальных окон. И в это время мы еще пытались учиться. К чему я все это вам рассказываю, уважаемые друзья? Я учился в это время. Я знаю, как мы стремились в библиотеке, я видел, какие книги привозили. В то время была полная вакханалия даже в библиотеках. Все вот эти книги Кораны Ткачева, там все книги Дэниела Карнеги, вот, центра. Там весь либеральная шушера затолкнула здесь всего столько, и ты не понимал, то ли ты должен быть независимым, то ли ты должен быть пророссийским, то ли ты должен быть проевропейским. Здесь было столько всего непонятного. Тяжелое время было. И приезжая туда, они рассказывают, говорят, все отказались, и говорят, и нам, говорит, повезло так, что наша делегация Чеченской Республики, мы единственная делегация была, которую провожали, другие даже гиды начали провожать нас и плакали, когда мы уезжали. Несмотря на все свое, так сказать, некомпетентность к тому времени, все остальные были шикардосные, все жили, никогда не знали, что такое война. Они говорят, мы приехали, думали, приедут какие-то бородатые, забитые, всех будут пытаться на всех наезжать, оскорблять там и так далее. А приехали вы, говорит, мы таких чеченцев не ожидали видеть. Вот такое происходило. И это начиная с нулевых годов. Понимаете? И это очень сложно. Нулевые годы, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года, фактически никакой литературы, как раз смены, как раз военное время, зачистки, все это было, еще надо было учиться, надо было заканчивать, кто еще параллельно занимались общественной деятельностью, там молодежный парламент, здесь общественные организации, проводили социологические опросы, касающие непосредственно политический независимый центр Левада, я еще в то время работал на них, проводил социологические опросы. Через все это мы проходили, наиболее активная молодежь. И мы в то время, если бы я так же, как сегодня, был уверен, что возникнут такие проблемы с Дагестаном или с Ингушетией, имеется в виду по границам, по истории, я бы выбрал бы направление точно не истории России или там, международная история, там, да? Я бы выбрал точно не это направление. Я бы выбрал бы 100% только непосредственно историю родного края. Но я выбрал направление истории России, потому что наиболее больше литературы, возможность доступа была к нему. Ну и там я начал знакомиться с книгами Сигаури, там я начал уже знакомиться с некоторыми изданиями Хасана Бакаева, которые были под запретом и так далее и тому подобное. Вот. Точно так же выезжали на Олимпиаду в Осетию. Там, конечно, мы не смогли, в принципе, командно мы выступили хорошо, взаимоотношения были хорошие с осетинами, к нам как таковой не было. Но в то время, даже в этой ситуации, во Владикавказе, как сегодня помню, то ли Кардагон, или как называется, ресторан этот назывался, там проходило вот это мероприятие. Приезжали студенты с Южной Осетии, там с Чечни, с Ингушетии, да, с Ингушетии тоже были, команда называлась, кажется, у них Таргим называлась, у нас, кажется, она называлась Феникс.
Ну, там были взаимоотношения Северной Осетины своим братьям, Южным Осетинам, короче, к ним более такое отношение. Хотя их можно понять, Южная, Северная Осетия. Вот. Даже там я не видел прямо такого братского взаимоотношения, чтобы вот вы, братья, мы должны быть вместе туда-сюда. И на этой Олимпиаде я не увидел. Это 2004 или 2005 год был тоже. Приходилось выезжать очень часто. Вот. Мы потеряли очень многое. Мы в то время, когда приехали, осетины рассказывали, говорили там Алания, Алания, Алания. Я и понятия не имел, что отношение государственного устройства Алания было такое разношерстное. То есть это не принадлежит осетинам, и это не чисто осетинская тема. Что Алания это как некие подобия Европейского Союза, что туда входили разные народы, в том числе карачаевцы, балкарцы, осетины, ингуши, там, чеченцы, даже частично адыги. Вот. Но часто и дагестанцы говорят, и они тоже частично туда входили, там, кумыки и так далее. Я не могу этого, конечно, не подтвердить, но ладно, это говорить-то они говорят. Поэтому когда я оттуда приехал, мы начали разговаривать с Хазрием Хаджи Ахмедовичем, а он был одним из лучших, он был моим преподавателем, одним из самых лучших аланистов Чеченской Республики, большего патриота, чем в чеченской истории. Хазриев, Бакаев Хасан, Делимханов Сулейман. Это люди, которые, что они пишут, что они говорят, делают все во благо нашей истории, нашего народа, нашей Родины. То есть там нет вот этих размытых понятий. Ну да, мы и с вами чуть-чуть, и с вами чуть-чуть, такого нету. Они очень хорошо и очень четко стояли на позиции, вот это наша история, ни с кем не цацкаться. Взаимоотношения всегда должны быть, вот. Но цацкаться ни с кем не стоит. Вот из этого рода были. Честно сказать, и из них сейчас живых остался только Делимханов Сулейман. Вот. Остальные, конечно, у нас есть историки. Я не говорю, что они плохие или хорошие. Просто у нас взаимодействие с кем было, с какими историками у нас были, какие книги. Вот сегодня буквально, вот как мы начали изучать, я начал находить книги, и какая-то работа, проведенная непосредственно Яузом Ахмадовым. Что с тобой? Что не так? Ага. Все книги и работы Яуза Ахмадова нашли там буквально, да? Остальные, Гапуров Шахрудин Андеевич, это бывший мой преподаватель, хороший преподаватель, но общение было, мы знакомы, такого прямо, чтобы можно было сказать, Бяхмадулаш. Мама, со эфиряу суна, давай, быстрее, алло. Чтобы мы имели взаимодействие с какими-то другими историками. Назовите, кого вы знаете из историков. Прямо вот он историк, историком, которым можно было бы общаться. Леч Гарсаев умер, хотя взаимоотношения у нас с ним были, его книги у меня есть, я знаком с его некоторыми работами, публикациями, тоже неплохо. Кто еще? Гелагаева Зара, она бывший мой преподаватель, великолепно хороший человек, патриот настоящий, но своенравный, принципиальный человек, который больше уделяет научной работе, а взаимоотношения именно с гражданским сообществом, с остальными людьми, кто бы мог бы взаимоотношения наладить с ними, ВКонтакте, я не знаю, в Фейсбуке, вот такого нету. Вот. При встрече мы можем поговорить, она подтвердит или опровергнет какие-то, бывший декан исторического факультета ЧГУ, насколько я знаю. Когда я был, там был декан Тамара Эльбуздукаева была, когда я учился. До нее, кажется, был Хазбулатов Асламбек Имранович, тоже ныне покойный. Вот из преподавателей, который еще имеет историческое образование и хочет помочь, хочет воспитать
какую-то плеяду, но неважно, я понимаю, что это дополнительно, я понимаю, что это, вы знаете, что это сложно там проводить определенные там часы, или там встретиться, дать интервью, там поговорить, быть медийным человеком, чтобы воспитать, ну, кого-то нужно после себя оставлять. Понимаете, если никого не оставить, то вырастет плеяда нарнийцев, которые будут нести этот бред, рассказывать все это, и реально люди будут думать, что у нас некому, ну, я не понимаю тех людей из нашей академии или научного истеблишмента, которые считают, что социальные сети это нечто такое, что несерьезно, это антинаучно. А что научно? Сегодня в социальных сетях эти 2-, 3-минутные, 5-минутные, 10-минутные ролики намного сильнее закладываются в голову и передается из поколения в поколение, то есть своим детям рассказывать, которые живут, кто будет сегодня покупать ваши книги, которые ограничены только в Чеченской Республике. Кто расскажет о том, что там написано, какие цитаты там есть, если это не сделаем мы, допустим. Нас там человек 5-10 максимум, кто этим занимается. Этот же Кавказ Мир, этот же Дзурзуки чеченцы, хоть его считают провокатором, у него бывает великолепный исторический материал, за что ему тоже огромная благодарность, что он историю публикует, и это очень важно. Тот же Ламас Нохчи, красавчик, тоже делает, но он в основном по контенту ИИ. Сейчас еще новый парень появился, который работает с искусственным интеллектом. Я более такой древний человек, я искусственный интеллект не сильно как бы пользуюсь. Я по старинке, где сказано, где здесь сказали, здесь нашел, там сделать там видео, как говорится, из научных каких-то материалов нахожу, везде ищу, там все присылают мне, кто вот это видел от чеченцев. Да, конечно же, я и забрасываю вот материалы, где в каких фильмах неправильно перевели, там указали, что чеченцы и так далее. Я был безмерно рад, буквально я закинул, вот про пиратов фильм был с актрисой Чопра, или как ее эту, индейскую или индусскую там девушку, да, в главной роли. Про пиратов, «Блеф» называется фильм. Язык, и там переводчик говорит, язык чеченов, откуда ты знаешь? И я реально был безмерно рад. И это закинул не потому, что я, конечно, описание, как блогер, я должен был сделать, что здесь используется, там везде как плохие, или пираты плохие, что все чеченцы и так далее. Видать, перевод, я хочу указать, что переводчики это неправильно, ну и чеченцы, подписчики мои, огромная благодарность, зашли. Во-первых, просмотров было 89 или под 100 тысяч просмотров. 100 тысяч просмотров вот этого ролика, буквально, который минуту длится. Закидываешь про Байсангура Биноевского, про Зелимхана Харачоевского, просмотры бывают там 15 тысяч, 20 тысяч. Закинул этот момент, там, где он говорит, язык чеченов, просмотрели 100 тысяч человек. Ну, вот такая аудитория, к сожалению. Там не только чеченцы смотрят. И я, опять же, повторюсь, мне понравилось то, что многие молодые ребята сразу, что есть в Африке племя, которое там Чичев называют, или Чичикову, там, не знаю, и так далее, и тому подобное, что язык идет об африканском забытом языке. Это было просто великолепно. Вот так нужно просвещать, и людям ты и фильм, и название, где можно посмотреть, и вот здесь, что это есть племя, что это не про чеченцев. Ну, как мне там скидывали, буквально 1000 раз кинули про эту чечевицу, которая там есть в Перу, или где там есть от этих индейцев, которые просто букву Ч, первое, ничего общего к нам не имеет, кроме как это. Но люди интересуются, все, почему? Потому что у нас нету этого. Нету базы, которая заложена, которая лежит. Взять готовый нет. У нас нету книги по истории Чечни. Одной книги, которая от А до Я. У нас промежуточные. Вот здесь одна древняя история Чечни. Там Хасана Бакаева. Или там Ильяса Сигаури. Здесь у нас есть там история там Вачагаева, который там гражданское время, гражданской войны. Здесь есть у нас 16-17 века, которые Яуза Ахмадова. Здесь есть у нас во времена Ермолова 19 первая половина, вторая половина 19 века Гапурова Шахрудина Андреевича. Там некоторые моменты Шарпуди Бачуевич Ахмадова книга тоже есть. Он затрагивает социально-экономические, политические взгляды. Там, если я не ошибаюсь, это еще школьные материалы входили.
Какие еще книги? Ну, лингвистика, ну ладно. По археологии Муса Багаев Муса Харонович, по археологии его книги есть великолепные. Ну, Марковина, Виноградова, старые советские. Кроме них, как такового нету. Вот сейчас появились по археологии, можно сказать, какие-то новые материалы. Это Лечи Ильясов, великолепная книга по петроглифам. Это Лечи Ильясов, тоже Тени Вечности. Оба, одни петроглифы, другие башенные комплексы, все остальное. Великолепная точно книга Онхала, Кодекс чести, написана Лечи Ильясовым. Эта книга Чеченская автономная область, сделана великолепная работа к 200-летию, кажется, Чеченской Республики, сделано архивное управление Чеченской Республики. Вот такие ребята, архивное управление Чеченской Республики, молодцы. Они самые достойные книги в последнее время напечатали. И Грозный 200 лет, там 200 или 208 лет к годовщине. И Абрек Зелимхан вот такую толстую книгу. То есть архивное управление на сегодняшний день работает лучше всех в этой республике, из государственных органов, я хочу сказать. Я уже говорю, что там об вестниках. По крайней мере, то, что я видел, то, что до меня доходит и что я могу зачитывать. Вот. Сейчас в последнее время активизировалась, очень хорошо работа проводится. И непосредственно после того, как поставили этого... Я удивляюсь, что вы спорите, эти башни после нашей смерти будут стоять чеченцы, ингуши. Одно целое было и будет. Чеченцы — это прекрасная нация, прекрасная история, а они мои братья. Так никто не спорит, и мы про достойных людей никто не спорит. Вот, и многие, вот работа, книга, каталог Министерства культуры Чеченской Республики. Огромная благодарность экс-министру культуры Даеву Хожебауди. К сожалению, жалко, что он не смог вторую часть довести до конца. Но первый каталог, на которых есть чеченские башни, которых уже как мы знаем, которые нашли, это где-то приблизительно 1000 башенных комплексов. Я уже молчу, уже если всех и жилые, все вместе объединить. Подумай, а нужен ли ты здесь? Вообще, кто там, о чем вы говорите? Ну ладно, не суть. Вот такая вот ситуация. И, конечно же, с учетом того, что у нас многие моменты, многие документы, многих книг нету, нам приходится все собирать по крупицам. И вот я очень сильно взаимодействую со всеми. Сегодня активно с нами работают панкийские чеченцы, активно с нами работают иорданские чеченцы, активно с нами работают турецкие чеченцы, ауховские чеченцы, само собой. Это все неотъемлемая часть нашего народа. Где бы они ни проживали, какой бы они территории сегодня не принадлежали, там кому бы их не приписали. Они с нами взаимодействуют, они часть единого нашего народа, они все это прекрасно знают. К сожалению, некоторые еще держались за вот эти розовые очки войнахства, да, которые хотели общее, мы же в войнах, и мы должны... Так вы должны понимать, чеченцы никогда не были против, и войнахства не было, и единства нашего народа не было. И расходились тоже не по воле чеченцев. И то, что Мальсагов этот написал, да, этот Арсамак, он там пишет, что в 90-х годах при Дудаеве начали снимать всех ингушей и так далее. Это чушь собачья. Это чушь собачья. Во-первых, начали снимать, не при Дудаеве их начали снимать, многие начали уезжать. Башлам, расскажи про узор у тебя на худи. Это национальный узор Нахчи народа. Вот он. Вот он. Здесь написан Нахчи. Эти худи великолепные, прекрасные, великолепного качества делают наши братья-ауховцы. Ауховским волкам салам маршал. И причем вообще недорого, реально. Опять же, мне никто ничего не просил, но эти братья сзади на спине, здесь есть еще узор, где башенный комплекс и карта нашей Родины. Жалко, что они эту карту, надо им попросить, сказать, чтобы эту карту с теми местами, в которых проживают чеченцы, которые ныне не вошли в состав Чечни, указать. Это тоже нужно добавить. Ну, другие же делают это, и на молитвенных ковриках делают. Это узор вечности. Некоторые называют его узором круговорота, вечности, круговорота, знака солнца, по-разному.
Этот символ, он ему приблизительно, тот, кто занимается символикой, семиотикой, знает, что ему 5000 лет некоторые. Этот символ есть у древних индейцев, есть имеется в виду ацтеки, майя, вот в этой области вы можете посмотреть, то есть южных американцев, да, Южной Америки, которые относятся различным коренным народам, и Северной Америки коренным народам, используется этот знак. Этот же знак используется все древние мир, тот, кто обладал древней цивилизацией, использовал этот знак. Этот знак, я не просто так, это является частью нашего национального орнамента, он находится начиная от востока, заканчивая до запада, в основном на всех могильных плитах до сих пор. Мой отец, мой дедушка, мой прадедушка похоронены, и на их чуртах есть вот этот символ. Но там еще, здесь еще на арабском языке вот эти 4 стороны здесь написаны. Это уже знает знающий, да. В основном вот он есть. Сейчас, к сожалению, не знающие люди истории начали его только приписывать к арстхоевцам. Это тоже ложь. Арстхой – это часть нашего народа. Эти петроглифы не относятся чисто к Арстхой. Как Арстхой частью чеченского народа, да. И они его использовали, все использовали его. Почему Шикарой, Хуландой, это Шаройский район, который не граничит ни с теми, ни с Аухом даже не граничит. В Аухе они есть, в Чеберлое они есть, в Галанчоже они есть, вот эти петроглифы. А если бы это относилось бы непосредственно только бы к арстхоевцам, они должны были быть немножко в Акке и в Арстхоймах, ну, грубо говоря, да, использованы. Они используются везде, на всей территории. В том числе на некоторых могильных плитах, которые были найдены, могильные плиты 19 века, которые мы нашли за Тереком, еще далеко, 60 километров от Черленого, на поле мы нашли заброшенные чеченские могильные плиты. На них есть вот этот знак. И то, что сегодня этот знак и эти худи с надписью «Нохчи» на спине, ну, не знаю, вы увидите или нет, не знаю, вот здесь, да? Сейчас видно, нет, не знаю. Вот посмотрите. Чеченская башня, чеченский меч и Чечня. То, что это сделали наши братья с Ауха, это 2 раза символичнее. Насколько круто, потому что, несмотря на то, что они сегодня в изоляции, несмотря на то, что принят закон о реабилитации, они не могут вернуть своих земельных свои дома, свои участки, свои мечети, кладбища, несмотря на всю изолированность свою, всю эту боль, которая есть, ауховцы находят методы того, чтобы показать единство нашего народа, показать нашу историю. Вот кто такие ауховцы. Это бренд Ауха. Сейчас кто бы что бы ни делал, никто это уже не сможет. Кто бы ни повторил, это будет повтор за ауховцами. Вот такие наши братья-ауховцы. И я могу сказать только то, что вот у меня, я заказал одну, они нет, хаец есть бесплатная, отца бесплатная, вторую специально я купил, белая и черная у меня. Я вам показывал, это один подарок, а другой я очень захотел купить, потому что все-таки купленное, чтобы их бизнес-проект не провалился, чтобы они и дальше занимались этим. И это, когда ты выходишь, заходишь в магазин, когда ты идешь по городу, в этих вещах, в машине, невольно люди понимают, блин, реально, зачем мне здесь какой-то Тайсон, какой-то, я не знаю, Брюс Ли, Леонардо Ди Каприо, там, Ван Дам и так далее и тому подобное, или кто там, что там будет, какие-нибудь там птицы, перья, зачем мне это надо, если я часть, кровь от крови от этого чеченского народа, и лучше я буду носить то, что... И великолепный капюшон для намаза, посмотрите. Просто-напросто. Ламаз здесь, он чуть-чуть потянул, одел. Хай ламаз здесь, два кверта, его абсолютно не мешает. Просто, если ветрено, одел, никакая пыль, ничего. Ну, смотрите, красота просто. Я очень часто заказывал себе пятничную форму, Рузбан форму. Я именно сам заказал вот с таким капюшоном, только она у меня зеленая. И я, то есть и штаны, и здесь только худи, без штанов, да, имеется в виду, здесь с ними нету штанов. И я не думал, что ауховцы там сделают какой-то, посмотрите, раз, закрылся,
Но для намаза никто ничего не мешает, чтобы можно было. Кто если в хадж поехать хочет, одел, вообще великолепно. Вообще великолепно. Почему? Она белая, она не притягивает солнце, и тут национальность, и ты можешь показать всему миру, или куда бы ты ни поехал, в Европу ты поедешь, куда бы ты ни поехал, люди могут увидеть, сказать, что ты относишься к народу Ноя, к Нохчи относишься. Вот такая вот вещь, и мне очень нравится, когда развивают бизнес именно вот в этом направлении, когда национальное культурное достояние становится частью твоего бизнес-проекта. Это реально круто. Это и этнотуризму имеет огромное значение. Там не только башни продавать наши, или там эту хабибовскую там, длинношерстную шапку. У каждого есть там папаху. У каждого есть свой бренд, и у нас должен быть свой бренд. Я видел и поддерживаю ребят, которые начали делать из серебра вот такие кулончики, там, чтобы дарили девушкам и так далее. Башлам, свастика — это языческий символ. Нет, это не языческая символика. Стоп. Это и не свастика. Не путать ее со свастикой, Галгайче, ты ошибся. Еще раз повторю себе. Это знак, символ вечности. Он есть почти что на всех чеченских могилах. Старых, древних могилах. И они не языческие. Они идут с арабской надписью. Здесь без арабской надписи. Здесь бывает 4 арабские надписи записаны. Если вы хотите, я могу вам выложить фотографию, на которой на чуртах вы увидите. Это не языческая символ. Так что не надо не приписывать обязательно к язычеству или заниматься. Ну, в любом случае, что я говорю, вы понимаете. Валлахи, биллахи, талахи, я имею крайне негативное отношение к языческому всему, вы знаете. Я мусульманин, и я рад, что именно наш народ смог трансформировать в ислам красиво, аккуратно нашу национальную и символику, и петроглифы, и все остальное. Если ты говоришь, что это символ языческий, то сегодня на флаге Ингушетии тоже языческий символ. Сегодня все петроглифы, которые стоят на наших башенных комплексах, а больше всего на Северном Кавказе и Закавказье петроглифов только в Чеченской Республике, такого огромного количества нигде нет их. Причем разных имеется в виду. Насколько я знаю, я не видел ни одной книги, которых было бы их так много, как в Чечне. А тогда получается, все, что у нас есть, это языческое. Причем с учетом того, что это плоскостные территории, их после реконкисты, после уже ислама, всего остального, почему они есть не в горной части, они есть и на плоскостной территории везде. Так что я не думаю, что это правильно говорить, что она языческая. Это недостоверно. Вот такая вот ситуация. А написали, я, честно сказать, я не рекламирую, мне за это никто не платил. Я же говорил о петроглифах, там написано у каждого, посмотрите, тот, кто занимается, везде по-разному. Знак вечности, символ плодородия, где-то круговорот земли. То здесь, если я не ошибаюсь, есть справа налево, а есть слева направо. Тут разные они немножко. Кстати, гитлеровская Германия точно взяла этот символ у древних арийцев именно. Почему-то многие сегодня начинают его сравнивать с символом гитлеровской Германии. Нет, именно Гитлер-то ее и взял и использовал, зная, что это древний символ. Ну да ладно. Опять же, мне никто не говорил, чтобы ее рекламировали, но чтобы было понятно, она вообще стоит недорого, для меня, по крайней мере. Я ее купил, заказал с доставкой, вышло 3 рубля. Ну, имеется в виду, вы поняли, да, о чем 3 рубля, это не в смысле 3 рубля, а 3000. 2700 само, и у меня большой размер, 3XL, и плюс 300 рублей, там, Озон и так далее, и тому подобное. С доставкой она чуть дороже выходит. Если вы кто-то рядом, там, в Аухе, можете заехать забрать, то дешевле, наверное. Вот так вот. Поэтому те люди, которые сегодня утверждают и говорят, что мы используем какие-то материалы у армян, грузин, там, азербайджанцев, да, используем. Да, к сожалению, сегодня такова картина, что мы должны использовать их материалы, мы должны
я про рекламу, я шутя сказал, если что. Это и карты, и материалы нам приходится собирать и брать у всех. В Германии, в Австрии, Франции. Сегодня две карты мне прислали с Франции наши братья. И везде, кто есть подписчики, я их прошу, говорю, чтобы они обязательно, если где-то увидят карту, особенно 17, 16, 15 веков. Вот так три карты вы знаете, которые были найдены в Австрии. Есть один базар, на котором продается антиквар и исторические вещи. Так вот, увидев там эту карту, наш брат-чеченец сфотографировал, прислал, записал видео, мы его опубликовали. Вы можете посмотреть, это, кажется, 2019 год. Первый, кто опубликовал, был я, потом был уже Амин Тесаев, кажется, если не ошибаюсь. Там четко указано, что в 14-15 веках чеченцы имели выход к Каспийскому морю, что территория чеченцев была по Сулаку, а за Сулаком был Дагестан. Ну, Дагестан и так далее, Сгистан, они по-разному пишутся, но факт остается фактом, что это одна территория, да. А остальная территория, начиная от Дарьяльского ущелья, заканчивая Каспийским морем, написано Чечениш и так далее и тому подобное. Само собой, эти территории отмечаются современными названиями нашего народа, когда публикуются. Карты делаются на основании там старых карт, и они публикуют его с названием там Чечензе, там было, кажется, написано на немецком, Чечениш или как правильно на немецком, я не помню уже. Точно так же мы нашли карту старую 18-19 веков, где от всего Каспийского моря до доревоенной грузинской дороги, включая Дарьяльское ущелье, вся эта территория у нас записана как Мизджеги. Это тоже как бы старая карта. Одно знаю, после окончания войны в Украине для чеченцев и ингушей Аски, Тишинболх, Кячбеба войн. Я не знаю. У меня нету такой информации, наверное, тебе виднее. То есть после окончания войны в Украине ты говоришь, что для чеченцев и ингушей какое-то ТБ подготовили. Не знаю, у тебя, наверное, есть информация какая-то. У меня информации такой нету. Но знаешь, что самое интересное? Здесь есть достаточно, сидят в основном следственные органы. Они могут заинтересоваться твоей информацией. Раз ты такие вещи говоришь, значит, ты владеешь какой-то информацией оперативной. И думаешь, что они тобой заинтересуются. Я бы на твоем месте не стал бы говорить такие вещи прилюдно, там, где есть определенное количество людей, которые будут смотреть тысячи и тысячи людей. Башлам. Вая кьеч амнашах цадешаш камиош дяшма дукнах хул кастен кегерхвай кастен эца сюлиш сюлишна бюрбагьяч комментарий что ам эц нарнич хунца ол дени намни дяч. Я понял. То есть ты говоришь, почему есть достаточно огромное количество людей, которые сажают на свое место некоторых фили, нежели чем не отвечают, там, не говорят ничего про нарнийцев. Отвечу на твой вопрос. Дело в том, что нарнийцы есть и в Дагестане, есть и в Ингушетии, и в Чечне. Нарнийцы это не нация, это люди, которые врут, занимаются ложью. Почему у нас, ты должен понимать, почему негативное отношение? Ну, во-первых, Кавказская война. Во-вторых, отношение к Шамилю неоднозначное, имаму Шамилю. В-третьих, ауховский вопрос, который не решен. И 200 тысяч чеченцев, которые проживают в Аухе, точнее в Дагестане, знают эту несправедливость. В-пятых, это закон о реабилитации, который принят, но который не решается. Шестое, это то, что в домах чеченцев проживают до сих пор лакцы, аварцы, и они вместо того, чтобы законным образом освободить эти дома и переехать в новые поселки, микрорайоны, они продают аварцам дома, хотя знают по закону, что они принадлежат ауховцам. И много таких вопросов, и мы видели это, публиковали это, доводили эту информацию.
Само собой, различные политические интриги занимаются, ведь мы не говорим, что это все делают. И поэтому взаимоотношения именно в таком уровне отношения к Сюле есть больше негатива. Да и с той стороны ты должен понимать, все равно отношение к Сюле это не наши единокровные братья. Имеется в виду, мы не являемся одним народом и никогда не были таковыми. Мы были соседями, хорошими, плохими, не суть. Но с ингушами-то у нас, кроме тут этих определенных нордийских торчков, мы один народ, и все знают, там, сколько лет они буквально разошлись мы, да, буквально не так давно, можно сказать, 200-300 лет на историческом плане это вообще не возраст. Вот. А до этого там ты смотришь, вся история, голая ночь, будешь. Одно колено отделилось и стало отдельным народом. Как сейчас говорил Муса Темишев, вы видели, да? Тут не опровергнешь этот вариант. Сундайра больше негатива там, чем здесь. Хорошо ли, плохо, это уже другой вопрос, конечно. Башлам, Ваша, со мной на связи хороший наш брат Лезгин. Завтра у них день депортации. Лезгины. Так, у нас походу со связью проблемы. Так, сейчас посмотрим, что проблема. Так, это у нас интернет очень сильно лагает, но мы постараемся. Ассаламу алейкум, башлам, алейкум салам. Ну что ж, завтра 8 марта, да? Завтра день депортации Лезгин. Завтра день депортации, кажется, то ли балкарцев, то ли калмыков. Я путаю вечно их. Плохой нации нет, есть плохие люди. Абсолютно верно. Это тяжелая дата. Кто бы это ни был, будь то это балкарцы, будь то калмыки, будь то лезгины, чеченцы, ингуши, без разницы. Но это трагическая дата. У нас эта дата вдвойне, как говорится. Завтра вы знаете все, годовщина смерти. Прошел год со дня смерти Асана Бакаева нашего. Далдег Алваля дал Ясмани Охлу Валес. Эта дата 8 марта, конечно, не самая лучшая. То есть, точнее, это буквально через 41 минуту, да, будет. Что касается балкарцам, каждый год пишу и говорю и балкарцам, и калмыкам, и карачаевцам, и адыгам, и лезгинам, всем народам, которые были депортированы. Мы солидарны с вами. Мы приносим свои соболезнования всем погибшим в этом несправедливом геноциде по отношению к автохтонным народам Кавказа, не только автохтонным, вообще ко всем, кому отнеслись несправедливо. Пусть Всевышний Аллах дарует всем, кто погиб в пути, в дороге, при погрузке, всех, кто погиб, да примет Всевышний Аллах ихнюю шахаду, сделает их полноценными обитателями рая, да пребудут все они в райских садах, да примет Аллах их шахаду. Мы соболезнуем, приносим свои искренние соболезнования всем нашим братьям в лице карачаевцев, балкарцев, ингушей, калмыков, крымчан, немцев, греков, чеченцев, ингушей, всех, кто был депортирован. Мы приносим свои соболезнования. Надеюсь, что в нашей жизни нам не придется больше такого пережить. Многие люди, к сожалению, этому не придают значения, но из тех книг и документов, которые есть, и еще очевидцев, которые жили, такой страшной картины не видал никто. Не даже две эти чеченские компании, которые пришли, не настолько, они были страшны, и это ужас.
Это ужас, когда тебя отрывают от твоих корней. Ты проживаешь на этой земле 5, 10, 15, 20, 30 тысяч лет. Неважно сколько. Ты автохтонный народ, и тебя лишают своей родины, могил своих предков. Это ужас. Это касается каждого. И балкарцы, и карачаевцы. Да бережет Всевышний Аллах всех нас от такого геноцида. Башлам. Аварцы и лакцы бессовестно говорят, что больше половины их народа погибло по дороге на землю. Это полнейшая ерунда, это ложь. Во-первых, там нету таких территорий, чтобы половина людей погибла. Во-вторых, есть доказательства, видеодоказательства, и мы их предоставили вам, и письменные доказательства, что горячий пар поднимался с еды чеченцев, когда они ждали на предгорье, стояли, пока чеченцев выведут, чтобы занять их дома. Не надо врать. Наверное, кто-то погиб, я не спорю. Единицы, может, погибли. Потом, по воле Всевышнего Аллаха, за то, что они заняли харамно дома мусульман, возможно, были какие-то болезни. И умерли там от дизентерии, они рассказывали, да, что там, возможно. Поели харамное, жили в харамных домах. Они обвиняют Сталина в этом. Хорошо, я согласен. Сталин насильственно, там, как чеченцев насильственно отправил в депортацию. Точно так же насильственно заселил в дома Сталин. Возникает вопрос у меня. После смерти Сталина, когда был реабилитирован чеченский народ, кто вам мешал уйти? А некоторые даже не уходили и вплоть Шатоя не уходили. Были случаи, мы зачитывали вам исторические факты, когда некоторые дагестанцы жили в чеченских домах под Шатоем, в Урус-Мартане, когда приходили, они судились, они писали жалобы. Сажали людей, были убийства. Вы можете проверить, этого всего достаточно. Это не разжигание межнациональной розни. Нет, нисколько. Это исторические факты. Кто мешал после возвращения ауховцев домой? Кто мешал вам, уже не было Сталина, вернуться в свои дома, переселиться? Или хорошо, сразу невозможно. Сразу невозможно. Хорошо, в 57-м умер Сталин. В 57-м вернули чеченцев, да, 56-й, 57-й год. За 5-10 лет, если бы вы понемножку возвращались в свои родные аулы и восстанавливали бы свои дома, 5-10 лет, спокойно можно было бы уже восстановленные свои дома вернуться в горы. Но нет, прошло 10 лет, 20, 30, 50, 70, 80. Сегодня, когда построены целые микрорайоны, 7-8 сел построено. Недалеко от Каспийского моря, там красивые места, новые селения. Понимаете? Вы не переселяетесь, просите у Москвы, дайте там на зазеленку, на переезд. Нас раньше было 5 детей, а теперь 5 домов нужно, потому что они вышли замуж и так далее и тому подобное. Все это прекрасно знаем. И еще недовольны, говорят, вот чеченцы построили в Хасавюртовском районе, построили себе дома, и им говорят, отдайте этот дом и переезжайте тогда уже в Ауховский район, что чеченцы отказываются. Это в ролике про лакцев, если я не ошибаюсь. А у меня вопрос, а почему же вы тогда не отказываетесь от этих домов и не уезжаете в новые села? И вместо одного дома, который вы заняли чеченцев с 5 детьми, вот одна семья, отец, мать и 5 детей, вы заселили один ауховский дом. Эти 5 детей выросли. Теперь вы просите, вот для этих один дом и для каждого из этого ребенка по одному дому. Разве нет? И на это Москва пошла и дает вам это, построили. Вы тогда не согласны. Но за зеленку денег не надо. Постройки там, потом пристройки надо, на переезд надо. Но Москва тоже не резиновая, и федеральный центр уже терпеть этого больше не станет. Поэтому отказались. А чеченцев упрекают
за то, что якобы они не дают там дома. Не вы должны за эти дома переживать и за эти участки. Для этого есть федеральный центр. Федеральный центр сам разберется с этим вопросом. Если, как вы утверждаете, это достоверно, и вы говорите правду, у федерального центра у Москвы должны быть документы. Вот чеченец, ауховец, допустим, Муслимов Магомед Ахмедович получил компенсацию за свой дом. Дом, такую-то денежную эквивалентность и так далее и тому подобное. Вот эти все документы должны быть у федерального центра, у Москвы. Что взамен даны, они взяли, согласились. Во время чеченской кампании, чеченской войны, все русские, которые уезжали, в основном, 90% можно сказать, они взяли отказные компенсации. Там на месте, в Москве, в Петербурге, в Рязани. Неважно сколько федеральный центр давал взамен, они взяли это. И у Москвы сегодня те люди, которые предъявляют или что-то начинают сегодня говорить, вот вы региональные, вы властям региональным начинают предъявлять что-то, допустим, чеченским. Глава Чеченской Республики может сказать, вот смотрите, Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации. То есть федеральный центр вам выплатил деньги в Москве, в Петербурге, в Рязани, в Воронеже, в Новгороде, да. Какие проблемы? Вы деньги взяли, вам ничего уже в Чечне не принадлежит. Ни квартира, ни дом, вы за это деньги взяли. Точно так же федеральный центр, если, как вы говорите, ауховские дома принадлежат вам, я еще раз повторюсь, кумыки как таковой, никаких проблем. И кумыки всегда поддерживали, хасовские кумыки всегда на всех митингах их показывают, они выступают и говорят, в вопросе ауха и восстановления ауховского района мы полностью поддерживаем чеченцев. По крайней мере, в 90-х годах, до нулевых, до начала Первой Чеченской войны, везде кумыки, и на всех видео они говорят, мы поддерживаем чеченцев. И да, многие кумыки по отношению к тем же остальным помогли чеченцам, разместили их, продавали земельные участки, разрешали поселяться у себя там, если дом, два дома, так, тоже понять должны, что там не богатые кумыки, там не нужно думать, что кумыки там двух-трехэтажные дома. Нет. Что было, тем и поделились. Вот. Поэтому кумыкам нету никакого. Там есть некоторые нацики, которые косят под кумыков и начинают рассказывать, что там земля кумыков от Гудульмеса до Грозного это наши. Вот этих долбоежиков, конечно, слушать не нужно. А так достойные кумыки помогли ауховцам. Не все, но в основе своей большинство, да. И к ним как таковой претензий у чеченцев к кумыкам никогда и не было. Кроме там этих людей, которые там появлялись время от времени, зараженные там неким национализмом. А остальные, я вам говорю, рассказывали женщины, бабушки, которые до сих пор живые. Они рассказывали, что когда их загружали, сажали в машины в эти различные, видны были уже аварцы и лезгины, которых ждали, которые должны были заселять чеченские села. Это не просто так рассказывать, что когда чеченцы вышли, пара еще оставалась еды, когда уже зашли эти дома. А каких насильственных там, я не говорю все, но большинство уже были готовы. Другой вопрос. Окей, вы можете сказать, что чеченцы это там выдумали, это не так. Есть документ, который я опубликовал. Министерство обороны Российской Федерации, Министерство обороны СССР, я его опубликовал, как воровались, разворовывались у чеченцев. Воровали коровы, сено и все остальное после депортации. Вы посмотрите, огромные дела уголовные заведены именно против дагестанцев. Как они занимались бесчинством, воровали имущество, скот, все, что лежало нехорошо, воровали, тащили к себе. Это есть, и причем в огромном количестве, тысячами. Это записанный документ Министерства обороны СССР. Его публиковали, вы можете посмотреть его тоже на нашем канале. Этот документ есть. Поэтому я, честно сказать,
Не знаю, я не буду говорить, что все. Да, есть достойные, там приходили ко мне в эфир, некоторые лакцы говорили, мы не все, мы против, что лакцы там проживают в ваших домах и так далее, и тому подобное. Достойным братьям лакцам мы не имеем никакого отношения, ничего им не говорим. Но проблема в том, что вы не должны это чеченцам говорить, мы не виноваты и так далее. Вы должны это говорить своим лакцам и говорить, братья, они мусульмане, мы должны все умереть. Мы сколько проживем, неизвестно. Верните свои дома, отдайте. Новые там построили вам микрорайон. Верните. Это нужно говорить. Не нам здесь. Поэтому другие там аварцы начинают говорить, рассказывать, вот вы вечно хвалите лезгинов, почему у вас с лезгинами все хорошо, хотя имам Шамиль был аварцем, аварцы очень много участвовали с чеченцами вместе во время Кавказской войны. Да, это все так. Да, они были задействованы, поскольку жили по соседству, помогали, воевали вместе. Это все так в Кавказской войне, никто не спорит. Но в отличие от лезгин, они отказались от харамного раз. Во-вторых, в отличие от аварских некоторых сказочных нарнийских источников, которые там записывают и говорят, что вся территория Чечни с учетом правобережья Аргуна, реки Аргун, а некоторые уже давно уже зашли из Аурус-Мартан, говорят, что это бывшие наделы ноцалханов аварских, и вы принадлежали нам, вы платили нам дань. Вот есть у вас там красные горшки и все им подобные сказочники, которые рассказывают в Лабуду. Но все рассыпается тогда, когда мы просим, покажите свои дома, покажите свои могилы, покажите, где ваше великое нуцалханство, Мирзоевщина и так далее и тому подобное. Где она на территории Чечни? Покажите нам все это. Здесь все рассыпается. Насчет того, какие они владетелями были чеченских земель, мы вам рассказывали. Я вам зачитал архивные документы. Стоило прийти чеченцам в количестве 3000 на Терек, 3000. 1000 остались на горе, хребте Терском, остальные спустились. Сбежали с женами, детьми и жили в нищете за Тереком в казачьих станицах. Это официальные данные, официального алейкум ассалам, официальные данные архивного управления Дагестана, Чечни, Северной Осетии. Вот какими владетелями они были. Без Москвы или федерального центра они не владели ничем, кроме как своих жен и детей. И не было у них никакой силы. Вся сила и все вот эти разговоры идут от чего, я вам могу понять. Эта проблема в том, что вся эта речь заходит, когда есть период, промежуток времени до реконкисты, когда чеченцы начали с Накши понемножку спускаться, их все плодородные плоскостные земли были заняты тюркскими племенами, различными аварскими племенами, которые начали претендовать на эту землю. Они почувствовали свободу, нету чеченцев, некого эту землю у нас забрать, теперь мы хозяева и так далее и тому подобное. Но чеченцы начали возвращаться. Когда их было мало, они делали набеги, они прибегали, убивали, делали всю подлость, называя это своими землями. Это прокатывало до определенного времени у тех, кто это делал. И тогда чеченцы прибегли к новой тактике. Они сказали, мы будем здесь жить, там со 100 баранов будем давать 1 баран, и вместо менеджера пришлите нам кто-нибудь из самого крутого рода вашего представителя. Те реально поверили в себя, посчитали себя крутым, отправили. Тем самым чеченцы избавились от того, что начали делать набеги другие слабые там, нуцалханчики, муцалханчики и так далее и тому подобное. А чеченцы начали потихоньку возвращать свои земли. И только когда они начали укрепляться, они сказали, все. Почему? Потому что некоторые нуцалханы начинали наглеть, их или убивали, имеется в виду ханы, беки, без разницы. Мурзы, шейхи, называйте как хотите их там, да? Их начали прогонять или убивать.
Это времена реконкисты. И вот этот промежуток реконкисты, когда они спускались и когда они занимались вот таким менеджерским управлением, почему-то все время пытаются нам напомнить Сюли. Некоторые гунки. Мы вами владели, вы нам ясак платили и так далее. Да, эти куски есть, но не стоит забывать, когда я рассказывал вам и говорил, что Дагестаном, фактически всем Дагестаном в различное время владели то Грузия, то Персия, то там османы определенное время, то арабы. Не начали, да нет, мы независимые, но ай-гуй, начинали. Когда Петр I с Апраксином пришел через Каспийское море в Чеченский пролив, рядом с островом Чеченским, когда столкнулись и первых опрокинули, чеченцы показали, да, оскал свой волчий. Куда ехал Петр I, куда плыл Петр I? Освобождать Дагестан от персидского завоевателя. И вы знаете, вы можете посмотреть в дальнейшем, да, реально, во времена Петра I Дагестан был освобожден, частично в основном освобожден, и он был под Российской империей. Ну, потом произошли различные события, отдавали, забирали, это все. Когда я это говорил, говорили, не, это все чеченцы врут от себя. Руслан Курбанов заявил своему, сказал, что в различное время Дагестан был под персами. Они ставили кого хотели, назначали кого хотели, приверженцев оставляли, помогали им оружием, обогащали, убирали, когда нужно, заменяли и так далее и тому подобное. Конечно же, были и случаи, когда дагестанцы уничтожали некоторых там надиршахов и так далее и тому подобное. Такие случаи тоже были не исключение, это само собой. Мы не залазим в вашу историю. Но у нас тоже есть места, где персов побили, чеченцев уничтожили в чеченских лесах, наследного принца там персидского, да? А сколько у нас мест и историй полевого материала, где мы поубивали и Сюлей, и в Аргуне потопили, и в других лесах. Это тоже у нас есть. Да, есть случаи, наверное, там, где вы побеждали. Возможно, есть и эти случаи. Я не говорю, что этого не было, что там однозначно мы всегда там и так далее. Но каждый знал свою территорию, каждый знал свои возможности. И я нисколько не пытаюсь оскорбить никого. Но когда вы, точнее, ваши национальности люди начинают претендовать и писать книги, указывая карты, что вплоть до Урус-Мартана принадлежали Сюли, или Нан Дегаста, который называют чеченцы, которые называли до 1921 Дегеста, отчизна отцов, кусок отца, или по-разному каждый переводит. Когда еще до того вы взяли это название, не используя это, вы сказали, что нет, Дагестан это полуперсидское, полутюркское слово, страна гор и все. Очень странное название, горы есть везде, и страной гор можно назвать, начиная от самых западных наших гор, это Черкесии, заканчивая, ведь горы есть везде, и они не самые шикардосные и большие в Дагестане, со всем уважением. Горы есть везде, допустим, у черкесов намного больше гор, и территория намного больше была. Это не сегодняшняя Черкесия. Черкесы от моря до моря определенное время владели территориями. Я про наших братьев Адыге говорю. Почему их не назвали страной гор? Ну и так далее. Нет, так я понимаю, проще назвать это. Возможно, это так, возможно, нет. Но мы Дегеста его называли намного раньше, до 1900, еще со времен имама Шамиля, и до Шамиля называли его. Дегеста, родина отцов, и так далее, и тому подобное. Поэтому, мы сегодня не претендуем и не говорим об этом. Есть карты, которые нарисованы не нами, опять же, некоторые еврейские и российские ученые во время депортации указывают четко границы чеченцев до Каспийского моря. А сколько документов мы публиковали про то, что остров Чечень и Чеченский пролив имел отношение прямое к чеченцам. Вы ничего это не признаете. Хотя мы предоставляем вам документы, написанные не чеченцами. И у нас очень много всего интересного. Но опять же, мы это публикуем не потому, что
а сегодня пытаемся это отобрать или там переиграть. Нет. Вы поймите, мы это ищем, публикуем для истории, что когда-то это было так. Когда-то наш народ был большим. Потом нас убивали, мы поддавались различным политическим авантюрам, попадали под определенные политические, так называемые, явления некоторых людей, под политическую какую-то различные идеологии, и нас уничтожали. Нас стало все меньше, 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 пока не довели до фактически всего уничтожения во время депортации. Официальные данные пишут, что 650-700 тысяч было всего. После Кавказской войны пишут, что 211 тысяч. 2, 3, 5, по-разному называют миллионы населения, которые проживало на обширных территориях, сократили до этой территории. И сегодня пытаются сократить еще меньше, хотят сделать. Одна ветвь наша, которая откололась, там называет себя более древними и так далее и тому подобное. И пытаются до сих пор сегодня разжечь внутренний сепаратизм и разделить наш народ, чтобы в дальнейшем уничтожить, захватить их территорию, чтобы перестал он быть. А это автохтонный народ, не придуманный, не пришлый, здесь жил тысячелетиями, с тех пор, как никогда никого здесь не было. Башлам, лингвист Олег Мудрак выявил даргинский субстракт в осетинском языке, но затем было нахское влияние тоже много. Что думаешь? Мудрак очень много, как говорится, будем смотреть, будем проверять. Ладно. Нарница мне напоминает чудище из 300 спартанцев, который не смог разбить верхушку Леонида и пошел против собственного народа. Это чисто нарницы, которые идут оскорблять чеченцев совместно с дагами. Или общие. Башлам, читай сообщение. Башлам прочел сообщение. Вот такая вот ситуация. Возможно, для многих это сегодня не столько интересно. Возможно, здесь я вас не учу, как можно заработать миллионы, как можно что-либо сделать, да? Но это наше будущее. Что мы оставим завтра нашим детям? Все время жаловаться, говорить, что... Хацурш, молчи, Адяшем, Боже, Ибрахим. Все время мы жалуемся и говорим, что у нас были книги, сожгли, у нас истории не было, этим не заканчивается. Давайте сами ее искать, возрождать, собирать, по крайней мере, публиковать, чтобы люди дальше думали сами. Слободе, неправильно читаешь, нарнийцы мне напоминают чудище, не чудище, да, чудище же написано, из 300 спартанцев, который не смог пройти проверку Леонида и пошел против собственного народа. Это чисто нарнийцы, которые идут оскорблять чеченцев совместно с дагами. Что я неправильно прочел, я не знаю. Эти войны в Дагестане на самом деле были войнами Персии и Турции за владение Дербентом. Дальше. Надир-Шах воевал с Турцией и Россией за влияние над Дербентом. Но опять же, мы не против того, чтобы кто-либо что-либо рассказал, показал, но да, Аллаха. Так. Что-то я не то взял. Итак, друзья, пока проходили сегодня эфир, задонатили, я хочу, кто поддержал наш канал. Пока вы готовите вопросы или, может, что-нибудь расскажете,
Задонатил сегодня наш брат Аслан за Малую Чечню. Задонатил брат Аслан, так и написал. Наш брат Увейс, это Акинский волк, чисто чеченский Акинский волк. Увейс дал сей дуэль, болдиснага. Дал эзершка суду улетел. Кстати, не забывайте, это месяц Рамадан. Ашляч до сага, дал шеду халурил. Дал обл дуэль шусаг, мархабаттар лесл. Потом прислал наш брат Бекхан, Ялхоевский волк, Ялхой Вежешкер Элла, задонатил наш брат Бекхан. Бекхан дал саду, 3 человека сегодня задонатили. И здесь еще Иса написано, просто Иса задонатил. Дересхел Болдисник. 4 человека сегодня поддержали наш канал. Я, вы знаете, во второй части реквизиты не выставил свои в эфире, потому что я, честно сказать, уже и кто знает, помнит мои реквизиты. У Ибраима на YouTube-канале есть реквизиты. Все это уже как-то, чтобы не напоминало, ты ставишь, а никому это не нужно, тебя Бог цахалит. Так что Болдисник Эзершка Суду улетел 4 человека, которым понравился сегодняшний эфир, которым мы благодарим, которые задонатили, дал сидуэль, дал духдахтуэль. Так вот. А опять же, Аслан, еще один раз прислал, кажется. Аслан, походу Аслан до конца за Малую Чечню. Аслан задонатил за Малую Чечню. Малая Чечня это от Галашек и до реки Гойты. Вот эта территория считалась Малой Чечней. Речка Гайтинка и селение Галашки. Оба буквы на Г. Сразу прошу, если буквы на Г, некоторые люди приписывают к себе. Галашки и река Гайтинка. Вайт оштол хидуй. Тато. Цикте качался от Галашек до этой местности, называлась Малая Чечня. Ну и включая себя, само собой, до Терского хребта, до Сунжинского хребта и так далее и тому подобное. Это все территория относилась к ним. Итак, будем дальше отвечать на вопросы. Дальше, Башлам, ты не ответил на вопрос. Башлам, а правда, что чеченцы Итон в 13 веке стал называться Итон Калда? Итон – это чеченец, ночи из Тейпа, если я не ошибаюсь, Ченты, его прямой потомок, когда я ездил в Итон-Калинский район, я с ним, у него есть прямые потомки Итона, у Итона есть прямые потомки, они Ченты, я с ними разговаривал, общался, и они не имеют никакого отношения к ингушам, и некоторые там пытаются их приписать, прикрепить комментарий, приписать их, конечно же, пытаются к себе и говорят, что это якобы их ингуши с Итон-Калинский район. Нет, конечно, это чушь собачья. Итон является из Тейпа-Ченты, чистокровным Нахчи является. Вот так вот. Башлам, у наших только с андийцами было связи в прошлом много. А с даргинцами? С андийцами, да, даргинцы вообще с нами не граничили. И взаимоотношения с даргинцами у нас только во время Кавказской войны были. Поэтому я не хочу, чтобы опутали. Что касается цудахарцев, цудахарвай, там, которые приносят, их, конечно, написали некоторые этнографы, записали их цудахарвай, записали их как даргинцы. Но, к сожалению, сегодняшняя ныне ДНК показывает другую картину. Нравится вам или не нравится. Те люди, которые сдали ДНК, которые называются Цадахрой, по крайней мере, несколько фамилий, они имеют близко родственные отношения не с дагестанцами, а имеют именно с итомкалинцами и с грузинами, вот ближе к ним. А к Дагестану они не имеют никакого отношения. По крайней мере, те некоторые Цадахрой, которые сдали ДНК, они не имеют отношения, я хочу сказать, к даргинцам и цадахарцам. И по разговору со мной ко мне приезжали некоторые наши друзья, ребята, рассказывали, что они ездили, искали, смотрели по именам, зная своих 10-е, 7-е, 8-е отцов, выезжали в Дагестан,
ездили в Цудахар, ездили к даргинцам, они сказали, что никакого отношения они не имеют к чеченцам, и этих людей знать не знают и знать не желают, что они не имеют никакого отношения к ним. Поэтому с цудахарцами и те цудахарцами, которые всех их записывают к даргинцам, я бы не стал спешить на вашем месте. А сегодня ДНК генетика показывает. И плюс, я так понимаю, что на данный период мы знаем, что среди андийцев очень много чеченцев, которые называются Нохча Анде Ошбуиша, в свое время, которые во время чумы переселились в Шатое с этой области. И во время войн, во время переселения некоторые андийцы брали детей к себе, воспитывали их, называли их андийцами. К сожалению, за счет того, что некоторые тейпы вымерли, и названия их не существует сегодня, и отсутствуют, или не знают даже, некоторые не запомнили, они так и остались с именем Андей, андийским тейпом, к которым относятся. Но сегодня есть генетика, и когда сдают генетические данные, многие андийцы показали чисто чеченский субстракт, отношения, которые имеют и к шатойцам, и к тумкалинцам, и не имеют никакого отношения ни к аварцам, ни к даргинцам, ни ко всем остальным. По крайней мере, так утверждают сами носители и те, кто сдал эти ДНК-анализ. Так что вот так как-то. Пока ситуация неопределенная, ДНК путает многие карты. И сегодня, конечно, можно называть разные там вещи, но карты ДНК испортил очень сильно. Так, читаем. Здесь Джайраховский, так пишет, Чечен Кист-Дзурдзук пишет. Джайраховского, Кистинского, Галгаевского, Царинского, Акинского, Мерджинского общества Малая Чечня. Абсолютно верно, абсолютно верно. Да, царинцы когда-то относились только к Малой Чечне и к чеченцам. Малая Чечня Джайраховского, Кистинского, Галашевского, Цоринского, Акинского, Мерджинского общества. Зачитал я это. Угадайте, у кого 8 марта день рождения? Бузуртанова. Бузуртанова, да, наверное, не знаю. Башлам, князя Турлова Айдамира, Бартыхан, чеченец? Нет, не чеченец. Есть некоторые, которые говорят чеченец, но, по крайней мере, по данным, которые у нас есть, и по тем архивным документам, которые мы зачитали последние, они не имеют к чеченцам отношения. Башлам, Башлам про... Что там написано? Почему наш Галанчожский район называется именно так? Почему не Арстхоевский? Ведь это же тейп Галай, который входит в состав Арстхой. Или почему его не называют Нашхоевским, Пешхоевским и так далее. Но почему я не могу сказать. Галай, некоторые причисляют его к Арстхоевцам. Но Галай считается в некоторых листах, указывается как исконно чисто чеченский тейп. И в честь него, в основном, самая большая часть его долины, выходом, уже в дальнейшем к выходу, где кто был в Галанчожском районе, видели эту местность, и более самая открытая большая местность, если я не ошибаюсь, относится к Галаю, Галашке. Поэтому я не знаю, я не могу сказать, почему не Пешхоевская, почему не Нашхоевская. Так издревле называют его Нашхоевым и Галанчожским, пускай так и остается. Сейчас Арстхоевским назвать его неправильно, почему я поясню. Во-первых, не все Галай, со всем моим уважением, считают себя там Арстхоевцами. Но так получилось, что в этот тукум их присоединили, и они идут сегодня с ними. Галай вообще большой, очень древний тейп, и он шел отдельно, как и Пешхуай, Нашхуай и Галай. Но по каким обстоятельствам ближе территориально к ним, их взяли и присоединили к ним. По-видимому, это так. Я нисколько не разделяю, не подумайте, и мы предполагаем, гипотезы говорим. А так, Галай это все-таки неоднородная масса. И честно вам скажу, очень древний тейп. Очень древний тейп. Как и наш Хуай, и Пешхуай в том числе. Знающие говорят, что почти все аварцы из Дагестана знают и усиленно учат чеченский язык.
Я не знаю, учат ли они или нет. Пускай учат свой язык. Я точно не буду учить их язык, мне он не нужен. Мне ближе всего свой родной язык. Так что вот так вот как-то. Ближе всего к нам по территориальному и родственным отношениям это андийцы и дидойцы. Вот. Они ближе всего к нам. Но так получилось, что Даниэлов хорошенько постарался. Сегодня они имеют отношение к андоцетской языковой группе, и к ним приписали их к аварцам. Так это или нет, Аллаху алям. Я не буду влазить в их дела, это, как говорится, это личное дело. Есть наши тейпы, да, есть наши тейпы, которые остались в Дагестане, к сожалению. Сегодня даже некоторые из них называют себя сюли. Но исконно это чисто чеченские тейпы и чеченская гаплогруппа. Башлам, хватит про грустное. Как ты сам на личном фронте мокшел дикюа? Грустного нету ничего. У нас история. Я сам, альхамдулиллах, по милости Всевышнего Аллаха, в этот месяц Рамадан, по воле Всевышнего Аллаха, мы находим все больше и больше тех людей, кто любит нашу родину, кто любит нашу историю. И это очень радует. К нашей команде присоединились еще несколько человек, которые занимаются историей. Я надеюсь, они не разочаруют меня. Я надеюсь, что они не оставят нас, не уйдут. Раз начали, будут идти до конца, до победного конца. Где эта победа? Победа это там, где другие люди перестанут говорить о нашей истории, нам будут рассказывать о нашей истории. И нашей историей будут заниматься наши ученые, наше подрастающее поколение. И посадим всех норнийцев на свою пятую точку, пускай занимаются каждой своей историей, не лезет к нам. В это время мы будем считать эту гибридную войну выигранной. А до конца, сколько это продлится, будем биться столько, сколько есть мощи, силы и здоровья по воле Всевышнего Аллаха. Мы ничем противозаконным не занимаемся. Заниматься наукой и исследованием – это хорошее дело. Что касается личных вопросов, жена, дети, работа, машины и так далее, это уже для тех людей, которые хотят с тобой вести родственные отношения, в личку или при встрече, кто встречается, они могут узнать. Здесь сидеть и рассказывать о том, что у меня есть 2 или 3 жены, что у меня столько-то детей и все остальное, я не собираюсь. И это не мой канал, не относишься. Здесь не рассказываю там, башлам, я такой, у меня такая кровь, это то, все. Нет, конечно же. Это исторический паблик, здесь все отношения, все касаемо нашего народа, нашей родины, культуры, географии, истории. Вот это более важное и нужное. Я не говорю, что мне сложно ответить или трудно ответить на эти вопросы. Нисколько нет, но, к сожалению или к радости, люди могут быть плохими, хорошими. Я нисколько не говорю и не показываю, не рассказываю, не говорю, что я там являюсь святым, хорошим человеком, который никогда не допускает ошибки. Я такой же, как и все остальные ногчи. Хаз тайзу халч, иза хаз хиет, дик машин халч, иза дик хиет, хаз гярз халча хиет, дахкайц янош халча хиет, мерздинг я халча, дикник эйво халча. Это все неотъемлемая часть каждого ногчи. И я нисколько не отличаюсь от этого. Но имеется в виду, просто есть для меня приоритеты, которые для меня важнее, в отличие от этих материальных благ. Оно тоже должно быть. Когда у тебя все хорошо и материально, и финансово, то тебе не приходится там говорить, в любой момент ты можешь купить карту, книгу, которая тебе нужна, технически, подсветка, наушники и так далее и тому подобное. Все это, когда тебе нужно собирать, все нужно проводить стримы, рассказывать людям, заинтересовать, привлечь огромное количество людей, которые живут в Европе, в Америке, в России, рассказывая нашу историю, это очень сложно. Это не самое такое, как так сказать вам, интересное направление для многих наших обывателей. Спорт там, UFC там,
5 миллионов разыгрывает Тамаев, жирафа разыгрывает Тамаев, дал он телефон вместо 5 миллионов и так далее. Это обсуждать, мне абсолютно этом нету никакого кайфа. Это его деньги, пускай, альхамдулилля, хорошо, что он хоть это разыгрывает и дает хоть чеченским детям. Я не знаю, насколько я знаю, там в основном Шелковской, Наурский район, там за Тереком, он там, где проживал, там, походу, проводят эти конкурсы. И для детей. Насколько это достоверно или нет, я не интересовался. Ну, ханна кача, ногчи чуа, лучше чане, сом резуцун, альхамдулилля, хоть это хорошо. А так у меня есть, проводит хорошо, нет. Но для меня важнее, мне что важно? Мне важно, чтобы в Турции, Франции, Германии, в Англии, где бы ни были наши ногчи, увидели что-то касаемо нас, показали культурное наше превосходство, то есть с лучшей стороны превосходства, я имею в виду, с лучшей стороны показали. Мужественнее, там, спортивном отношении, умственном отношении. Поэтому, хоть он и исторический паблик, я всегда публикую там где-то наши песни, где кто-то кафе открыл, ресторан открыл, модный дом там запатентовал, где-то ногчи это сделал. Все, что касается чеченцев, все, что останется в истории. Я пытаюсь это зафиксировать и показать, а не потому, что кто-то мне платит. Или там есть. Да, у меня, альхамдулилля, по воле Всевышнего, этот месяц мы уже, как вы знаете, было 2,5 миллиона 600 тысяч просмотров. Это просмотры на Инстаграме, запрещенные там на территории Российской Федерации и так далее и тому подобное. Вот. Это только там. В Ютубе у нас за 2 миллиона уже перескочило тоже. У нас нету монетизации, вы знаете, этого всего нету, поскольку мы под санкциями и так далее и тому подобное. Остальное и в Телеграме самое сложное. Я не знаю, почему не добавляется в Телеграме. Хотя эта площадка в Телеграме, любой человек может прийти, пообщаться, задать вопросы. В Телеграме я публикую материалы, которые не публикую в Инстаграм. Не публикую ВКонтакте, в Фейсбуке. Почему? Потому что там, во-первых, материал помещается больше, и там более такая аудитория, которой я могу там более раскрепощенно рассказать какие-то вещи. Если какие-то вещи я корректирую, зная законодательство, я не публикую ВКонтакте и в Инстаграме, даже несмотря на то, что это метовское, то, что это США и так далее и тому подобное, я публикую в Телеграм-канале. Там более свободно. Но почему не добавляется, я не знаю. То поднимается, потом уменьшается. Телеграм-канал у меня открытый. Любой человек может оттуда видео взять тексты. Есть чат-бот для общения. Там есть разные люди. Есть инорнийцы, есть неинорнийцы, сюли, не сюли, дагестанцы, осетины, ингуши. Я не знаю, почему на Телеграме просто ломается. Facebook активно, просто огромное количество. В Фейсбуке, особенно с Иордании и Турции, начали ногчи подключаться. Они очень просят, чтобы я на родном языке проводил эфиры. Тоже, да, мы будем это делать, мы восстановим. И, наверное, все-таки в воскресенье мы будем делать только на родном языке. А по истории вообще воскресный день будет у нас на родном языке проводить стримы. А пятница, субботу будем на русском языке для русскоязычного, как говорится, сегмента. Ну, по крайней мере, тех, которые у нас есть. Вот. В остальном вопрос был изначально о том, давай не будем о грустном, о хорошем. Хорошее то, что, альхамдулилля, пока понемножку я начал уже выздоравливать, у меня очень сильный был кашель, лечение, глаз тоже понемножку идет. Ну, теперь осталось самое сложное. Мне нужно отремонтировать там пару зубов, о чем я думаю, конечно, очень часто. Сейчас месяц Рамадан закончится, нужно сделать 2-3 зуба, отремонтировать, а это самое нелюбимое мое дело. Остальное все нормально, альхамдулилля. Мама живая, здоровая, скоро праздники. Что можно сказать еще? Больше нечего сказать. Вот такая вот ситуация. А так, я рад, то, что мне в директе, в Инстаграме присылают видео, фотографии касаемо истории. Особенно в этом направлении работает очень сильно мой брат Ибраим. Он проживает в Германии. Днем и ночью, 24/7, оставив все свои заботы, все свои проблемы, этот парень работает, ищет, скачивает, помогает, ведет целый сайт
Dzurdzuketia.com. Кстати, подписывайте. Ведет целый домен. Настоящий патриот, достойный сын Нохчи народа из Тайпацуантрова. Сам из Даут-Мартана. Что можно сказать? Вот такой настоящий вот конах. И причем у него тоже проблемы с работой, с финансовым. Никогда не плачет, никогда не ноет. Я не сделаю, мне за это не платят, мне за это не помогают, мне это сделайте, то делайте. Никогда он этого мне не говорил. Наоборот, даже когда у себя возможность была, он пытался как-то мне с интернетом помочь, пытался как-то, чтобы мы монетизацию могли включить. Только мы с ним заработали эти $200, как счета заморозили, санкции включили и $200 отсадили. А так, я хочу вам рассказать, несмотря на то, что проживает в Европе, есть семья, у него свои дети есть, да, он мне не родственник, не сват, не брат. Мы с ним в жизни вживую не встречались. Но везде, где можно сказать хорошее о нашем народе, он занимается музыкой. Он великолепный ролик, я хочу, чтобы вы послушали. Я просто-напросто, это его творчество. Я хочу, чтобы вы увидели, послушали. Так. Du hast gesagt, woher ich komme. Ich komme aus dem Nokshiland. Nokshiland, Nokshiland, Feuer in der dunklen Hand. Kalter Wind auf meinem Herz, trägt den alten, stillen Schmerz. Nokshiland, Nokshiland, stark wie Stein und heiß wie Brand. Über Berge, durch die Zeit, klingt mein Lied der Freiheit weit. Nokshiland, Nokshiland, Schicksal ruft im weiten Land. Licht und Schatten, Nacht und Tag, folge ich dem alten Pfad. Nokshiland, Nokshiland, Mut und Blut im Erdenband. Meine Seele singt im Wind, wo die Berge ewig sind. Unter Sternen kalt und klar trägt der Wind, was gestern war. Stahl und Herz im gleichen Schlag, bis der Morgen uns erwacht. Durch das Dunkel geh ich still, folge nur, wohin ich will. Name meiner Heimat klingt, wenn das alte Feuer singt. Nokshiland. Это великолепное произведение, тоже дело, как говорится, нашего мастера Ибраим. Сделал его, за что ему огромная благодарность. Это вот, может быть, вам покажется, это не столь важно, но для человека, проживающего в Германии, на немецком языке, довести нашу историю, как она называется на самом деле, не чеченцы, не остальное, а именно под, грубо говоря, Рамштайн, сделать эту песню, вставить ее
И огромное количество людей, как говорится, огромное количество людей, которые распространяют это и доводят до немцев 80-миллионной аудитории о нашей истории, о нашей культуре. Это можно делать по-разному. Конечно, можно войной показывать. Конечно, можно это делать другими вещами. Можно искусством и творчеством, что и показывает Ибрагим, за что ему огромная благодарность. Каждый занимается тем, чем может. Кто-то истанги делает, кто-то книги пишет, кто-то через музыку это делает, кто-то через искусственный интеллект. Огромное количество наших братьев в последнее время выходит со мной на связь, занимаются аниме мультфильмами, которые очень известны среди молодого поколения, которые переводят на чеченский язык. Обратно же, опять же, огромное количество, которые начали заниматься и показывать какие-то музыкальные инструменты, ну и так далее и тому подобное. И искусство, творчество, все связываются. Вот я хочу вот о Чечне, вот я о чеченцах, вот это. Что, конечно же, безусловно, очень сильно радует. Поэтому огромная благодарность всем моим подписчикам, братьям и сестрам, которые истину о происхождении, о древности нашего народа, об истории, культуре нашего народа. Так получилось, мы можем это, конечно, многие могут не там крайне радикально настроены, музыка не нужна, то не нужно, это не нужно, пускай знают, пускай не знают, можно книгу. Все пути хороши. Ну, кроме чересчур уже, которые не стоит браться. Музыку, мы знаем, это целая индустрия и целая во всем мире, в основном, через музыку продвигаются многие интересы национальные, идеологические, поэтому почему бы с лучшей стороны не провести это. Итак, друзья, на этом сегодняшний эфир я заканчиваю. Мне нужно сейчас сделать еще 2 поста. Завтра у нас эфир. Завтра мы будем конкретно по определенным документам делать, по истории, по книгам, по тому, как о нас написали. Готовьте свои вопросы. Если есть пожелание, что-то вы хотите рассказать, поправить, исправить, тоже через телеграм-канал, через инстаграм-канал обращайтесь, пишите, Facebook. Я всегда буду рад с вами обсудить любую тематику. Запрос тоже можете направить, я приму. Если возможности у нас будет, вы знаете, первую часть. Да, кстати, первую часть сегодняшнего видео можете посмотреть полную версию на нашем YouTube-канале Bashlam.39 Live. Подпишите, нажмите на колокольчик. А также всех моих подписчиков, тот, кто сегодня впервые, друзей, соседей, кому нравится, кто хочет больше узнать о нашей истории, общаться, задавать вопросы, приглашайте друзей, подписывайтесь на наш канал в Instagram Bashlam.39. Точно так же есть дублирующий канал, который ведет один из модеров Bashlam.39 Live. Это закрытый канал. На телеграм-канале тоже есть Bashlam.39. Да? Можете подписаться, отправляйте, подписывайтесь, узнавайте все больше и больше нового, важного. Завтра мы с вами обязательно встретимся. Сейчас уже 2 час. Так сказать, оставим на завтра. Интересно, 4 человека, которые сегодня задонатили. Это Аслан, Бекхан, Увейс и Айса. Им огромная благодарность за то, что задонатили, за то, что помогаете, чем можете. Завтра мы поговорим на все тематики, в том числе и АУХ, в том числе и о Малой Чечне, о Сунжинском, о Малгобекском, на все темы, касающиеся Чеченской Республики. Если у вас есть интересные вопросы, мы нисколько никого не оскорбляем, не унижаем, ничего достоинства. Мы говорим про историю, географию, культуру, этнографию. Всем вам огромная благодарность, то, что сегодня приняли участие в нашем эфире.
Масаншун Дересхил, и в конце каждого эфира, как мы говорим, всегда я прошу прощения ради Всевышнего Аллаха, если каким-то образом задел вас, оскорбил вас, или башлам, если горло охрипло, помогает чай с лимоном хорошо. Дересхил. Я прошу прощения ради Всевышнего Аллаха, если вас каким-то образом задел, никого не оскорбляю, ни народа, ни тейпа, ни тухума, ни шахара, ни субэтносы, ни этносы. Мы просто-напросто доводим до вас информацию, ту, которую видим, ту, которую зачитываем, ту, которую можем опровергнуть и сказать, что достоверно, что недостоверно. Вот. А так, остальным всем ночи скажу, как всегда, Деба Деша Даха Санхами Нохчикам Масер Адикюэль Бюс Далдеклёв. Всем сладких снов. Увидимся завтра. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я на связи. Если какие-то вопросы, пишите в директ, в Телеграм, Инстаграм, Ватсап. Мы на связи.